نعطيرشنا عيم التلجو مطو أمتنا هجم القودين جو وشريكي غنا نعطاموسنا حقيوش دقي دش حيجين جو برقشنا حقيقوش خلجو مطو أدقنشنا ديمحكا يا مرقو ديمحكا يا مرقو نعطمتنا حبقر ديلچو تعيشيچو دشنشنا ترقب ديغوچو عودوچو لرقشنا نعطورنا محتو خشحون تاقيقوچو نعطنا دخكذا حواخش ديتوچو خبرشنا ديمحكا يا مرقو ديمحكا يا مرقو نعطوا غرنا دنيا نح احيجو بيوخجو عملشنا نح ايقوشنا قنا احدجو حيخرشنا نعطا زمنا حسين جحلو جمطو ادينوشنا هونا تنبعجو هور ادوتنا ديمحكا يا مرقو ديمحكا يا مرقو نعطولرنا حوالجي عتادت وطوچو ناقنا زلر شاتق احمل ديش دوچو بالخشنا نعط حكوشنا حكوش ديولچو سينچو باتنا شو بيتا بوحظ بشخريوچو سرلنا ديمحكا يا مرقو ديمحكا يا مرقو لا ما شاء الله ما شاء الله Tesla da öyle. Дон Арчи, ты здесь? Дон Арчи. Часто как бы пытаются за такими нарративами запудрить там мозги слушателям и сделать из этой темы как бы, ну, обвинить там Басаева, что это якобы сделано неправильно и так далее. Поэтому вот эти темы тоже важны, чтобы их тоже как бы о них говорили. И дело в том, что вот какие-то действия во время войны, которые совершал, будь это Шамиль Басаев, будь это вообще довоенные действия, межвоенные, какая-то критика чеченских военных деятелей, будь это политики, будь это общественники, без разницы, там рядовые, которые совершали нарушения, преступления. То есть речь не об этом. Это все
то, что какие-то преступные моменты, где кто-то совершал, кто нарушал какие-то законы, права. Вот эта критика, мы наоборот пытаемся как бы это все разжевывать. Наоборот, если есть у кого-то информация, просим, наоборот, этой информацией делиться и какие-то неправильные моменты, какие-то, ну, как бы учиться на ошибках исторических и так далее. То есть это не о том, а вот именно о том, что в рамках там Женевских конвенций, в рамках вот этой вообще прецедентов, которые там в каких-то конфликтов во всем мире там бывали, да, там военных и так далее. То есть как вот бороться? Давайте, наверное, такой эксперимент какой-то проведем, попробуем там, зрителям, в студию, подписчикам, я не знаю, кто в Ютубе будет слушать, кто угодно, зададим вопрос. Вот государство, на него нападает какое-то террористическое, ну, террористическое образование, вот как Российская Федерация, например, без разницы, оккупант, агрессор, колонист, пытается захватить ваше государство, чтобы сделать из него то, что сегодня вот с чеченцами сделали, вот как это, и чего боялись чеченцы, да, когда людей по русским вот этим обычаям сажают на бутылки, теряют без вести, там, я не знаю, превращают в пушечное мясо, шлют на какие-то другие свои военные преступления, на всякие фронты интересов своей геополитики. По всему миру пытаются заткнуть рот, даже во всем мире как бы преследуют, я не знаю, вот даже случаи, да, когда там ликвидации, потом еще мир подыгрывает, к сожалению, все еще вот это продолжается, то, что в Германии произошло недавно, убийцу вот этого ФСБшника передали и опустились на уровень Катара. И все вот эти вот сегодня происходящие с чеченцами процессы, вот, чтобы их недопущение этого, недопущение вообще ликвидации своего, ну, полностью недопущение потерять свободу и стать, ну, собственностью, скажем так, или колонией вот этого агрессора, который идет на твою территорию с целью, чтобы вот сделать то, что они хотят, то, что вот мы сегодня и наблюдаем. То есть вот давайте вот такую ситуацию, да, воссоздаем. Вот вы на своей территории, и вот это вот образование, о котором вы наслышаны, вы знаете, что они несут, что, как они, короче, расстреливают пленных, без разницы, гражданские, там, и дети, и бывали случаи, да, там, и насилие, там, женщин, там, много чего. Вот этот вот эта среда, она идет на вас вооруженно, там, полностью уничтожает, бомбит все. Плюс наша территория, она там 17 тысяч квадратных километров. С одной стороны вот самолет залетает, скидывает все, что у него есть, и дальше летит, перелетает. То есть полностью может перелететь, ему не надо возвращаться, даже из одного конца встает, другой конец, и вот так. И в такой ситуации у вас не работают ни государственные институты, ни судебная система, ни какие-то организации, то есть все вот эти институты, они в режиме военного времени. То есть даже если мы с Украиной сегодняшней как бы параллель проводим, то в Украине вот эти военные действия, они только частично проходят на территории Украины, потому что небо закрыли, Запад помог, системы Patriot, HIMARS там и многое прочее другое. То есть вот это то, что у нас, тем более огромная территория, Русне не удается
создать вот такую же ситуацию, как у нас. А вот наша ситуация, она была намного плачевнее, да? Вообще весь мир плевать хотел. Еще, короче, русских воспринимали как государство, как народ. Ну, сегодня тоже воспринимают. Тем не менее, тогда это было еще как бы сложнее достучаться до мировой общественности. И вот в этой ситуации часть какая-то народа или какие-то потомственные, наследственные, я не знаю, какие-то прорусские деятели переходят на сторону вот этого агрессора, захватчика, убийцы, на сторону вашего вот этого обидчика. Перешли на его сторону и начинают в условиях вот этой войны, там будет подкидывание там жучков, передача информации, кто помогает там, например, если это партизанская война, то кто из гражданского населения помогает военному вот этому сопротивлению. То есть передача вот этой всей информации. Одним словом, идет вот такое вот организованное вот такое движение, где проводится работа на врага, во интересы вражеского вот этого стана. Точно так же потом часть каких-то людей становится в ряды того же захватчика, того же убийцы, того же колонизатора, фашиста на их сторону, берет их оружие, одевает их форму, под их флагами, с их техникой. Что в этой ситуации, как с вот этим бороться? Как, я не пойму, вот гуманней каких-то методов, которые применялись чеченцами на практике. Вот что мы можем покритиковать? Это как бы тут никто не пытается кому-то заткнуть там, я не знаю, высказывать какое-то мнение, кого-то заткнуть. Или если есть какие-то вот у нас видения, да, что вот здесь было неправильно сделано, надо вот так поступать в такой ситуации. Вот здесь было неправильно, вот здесь вот так надо. То есть, чтобы мы разобрали, как бы сделали разбор полета по этой теме. Вот как-то так хотелось бы вот эту вот тему. Вот давайте воссоздали ситуацию. На вот этого русского оккупанта работают их сексоты, их информаторы, потом часть перешла на их сторону, одела в их форму, с их оружием, под их флагом, выполняет их команды. Что нужно делать вот этому сопротивлению, которое стоит на защите своего отечества? Пожалуйста, давайте разбирать. Маша думает, что Сахашмовы. Машу, прошу. Да, Маша. В общем, во время военных таких, во время агрессии какой-то с другой стороны, с другой страны или с другого континента, в любом случае, кто переходит на сторону противника, является их же пехотинцем, то есть частью их ресурса, который для сопротивления является, короче говоря, даже наиболее худшей помехой на пути освобождения своей территории, потому что перешедшие люди, они имеют информацию, и так далее, это понятно. Но однозначно в нашем случае, вот в этой ситуации после первой войны, потом какие-то происходили вот эти вот перетрубации, для меня, вот вспоминая те дни, становится очевидным, что определенная политика по разобщению путем пропаганды, так или иначе, усиленно велась работа по усилению ненависти двух сторон, именно чеченизация этого конфликта. Каким это образом выражалось? По ходу пропаганда, там туда-сюда, боевики, кражи людей, пугали этим сперва, потом там ваххабизм, халифат, Путин начал про халифат везде эту пластинку крутить, куда бы он не приехал, на Запад и так далее.
Но очевидно становилось то, что максимально все возможности пущены на то, чтобы вот эта вот так называемая чеченская милиция и сопротивление вот между собой вот именно пускали кровь, короче говоря. Так вот, и, допустим, те такие случаи, какие, допустим, там один богослов такой, ну, все знают его как в селе как богослова, он там детей обучает там чему-то, там читать, писать на своей религии, и каким-то образом их начинают отстреливать, просто так вот, вызывают из дома, начинают отстреливать, а потом идет слух, якобы он сотрудничал с теми или иными. В общем, очевидно было то, что накручивалась именно чеченизация этого всего конфликта. Но это не исключает момента вот этого предательства. Были, конечно, люди, которые там на шлагбауме постоять не против, чтобы покормить своих там 6-7 детей там, или еще что-то. Эти люди, понятно, им сегодня придет другая власть, они поменяют просто свое это самое и начнут там же продолжать свою работу. С ними понятно. А вот были намерены, которые сотрудничали именно в спецслужбах и исполняли вот эту вот самую-самую коварную работу, но чего уж, с обрезом халиты, недоверие, чтобы возникло, что подозрение повысилось, чувство подозрительности, вот эти все инстинкты низменные, чтобы их повысить. Что такая работа наблюдалась в любом случае. Для меня это было очевидно. Над этим они поработали очень хорошо. А то, что вот эти вот предатели, которые откровенно пришли на их сторону, они по военному времени подлежат, ну, естественно, или военно-полевому суду, или, как скажет там руководство, так и должно быть. Вот такое у меня видение. Баркаланова. Михаил, и вот эта чеченизация вот этой войны, да, русско-чеченской войны, она тоже, вот как ты говоришь, сработала из-за превышения каких-то, я не знаю, там, полномочий или превышения каких-то там военных норм и так далее. Именно во вторую русско-чеченскую, но в первую русско-чеченскую все равно как-то вот это, я не знаю, чеченское братство или вообще как бы чеченское свое вот это национальное, оно преобладало, и даже люди, которые в милицию тем или иным образом, русскую, они во время военных вот этих событий входили в ряды русской милиции. Эти люди потом как бы передавали информацию, и все равно многие действовали в интересах своего народа. То есть даже те, которые вошли в эти ряды, они своими действиями пытались там оградить там гражданское население, будь это от зачисток, будь это от каких-то незаконных там действий вот этих вооруженных, вторгшихся бандформирований в сторону, ну, в ряды которых эти теперь вошли официально. И все-таки в первую русско-чеченскую войну вот такое как бы внутричеченское вот этот конфликт им не удалось его в полной мере привести в жизнь. И вот уже только во вторую вот эту войну, из-за того, что было именно на религиозной вот этой почве уже наше общество разобщено, вот эти вот моменты, которые еще межвоенный период межвоенных вот этих действий, да, после первой русско-чеченской и до второй, вот эта работа, которая в межвоенный период была проведена, уже как бы ее последствия ощущались во время Второй войны. То есть какие-то конфликтные ситуации, или которые были созданы, еще заложен был, когда вот этот камень, фундамент. Вот это вот уже сказывалось здесь, то есть какие-то там шайтаны, ваххабиты, джамааты, там пятое, десятое, какие-то
действия, которые были незаконно там в отношении гражданского населения, вот этими военными исламскими группами совершенные. То есть вот это сподвигло многих тоже как бы войти в ряды русских, чтобы потом как бы, ну, отомстить личную какую-то обиду вот этому исламистскому движению и так далее. То есть вот эти хитрости, они все-таки там сработали. И точно так же я помню, как во время вот этой самой войны, уже партизанской, через какие-то вот эти фетвы, вот этих якобы добровольцев ближневосточных стран, там, арабских, а по сути выпускники вот этого института дружбы народов, русскоязычные, там всякие, арабская вот эта среда, да, как бы выдавала вот эти ряды джамаатов, вот эти фетвы некие, да, там, то, что можно, вот это считается мунафиком, вот это считается муртадом, то есть вот этого какие-то люди извне, друзья Путина, друзья русских, бенсалмановские, какая-то хрень, я извиняюсь за откровенность. Вот эта среда нам давала как бы установку, да, кто вот является потенциально мишенью, кого можно, кого не можно. Вот эта ситуация, она была вот так создана. И это тоже факт. Если вот возвращаться к тому, что Шамбасаев расстрелял вот этого стукача, то есть там было вынесено приговор во время военных действий трибуналом военным. Все было задокументировано, зафиксировано. И вот этого стукача Шамиль Басаев, собственно, взяв оружие, расстрелял. То есть вот этого действия, ну, какую критику можно делать вот этому действию? Вот мне интересно, что. Кто бы покритиковал то, что вот сделал Шамиль Басаев? Что он сделал неправильно? Как это надо делать? Что надо было сделать в этой ситуации? Критика, не знаю, но я полностью согласен, если есть предатель, надо его уничтожать, потому что предатель это хуже врага даже. Если он предал тебя, завтра утром неизвестно, что он сделает завтра. Это предатель, это самое худшее, что может быть. А как можно было бы избежать вот такую ситуацию или более какими-то гуманными, если методами предотвратить? Можно по-другому вот бороться, альтернативно. Вот мне интересно, да? Да, можно, Ибраим, можно. Знаешь как, если у нас было бы цивилизованное государство, как, например, скажем, как в Европе, все по закону, а не брат, сват там, он мне брат, он мне двоюродный брат, он мне дядя, надо ему смягчение. Не так. По закону, как у нас написано в Конституции, если он нарушил закон, он должен отвечать. И официально можно было по закону судить этого человека и посадить на А по какому определенный еще, срок. как еще судить? Его судили по закону, судили военного времени. Как можно было? У тебя фильмы есть? Не, пусть он сначала выскажется, а потом ты Да, объяснишь. Чахлали. Вот видите, когда мы спешим, мы не думаем головой, да.
Это есть у нас, у чеченцев, я согласен. Мы сперва делаем, а потом думаем. Но надо сперва подумать, потом делать какие-то выводы. Я так думаю, это лично мое мнение. Ну, смотри, Но Мурза, вот смотри, например, нужно в суде разбираться, да? Было. По правилам, по законам нужно было разбираться в суде, а не расстрелять вот этого стукача. Где этот думаю, суд? Ибрагим, Какой суд? К какому суде, к какому прокурору, к какому следователю, в какой отдел надо было обратиться для этого? не, я имел в виду, знаешь что, Ибрагим, если бы у нас был закон, я имею в виду, но у нас закона нету, Закон потому что военного времени. Не надо другим никакого законом. военного Леху всех времени мало, нет. Леху всех мало, он не об этом. Никакого законного времени у нас не было, потому что я сам видел своими глазами, как разделили Чечню на несколько частей, и каждая группировка владела какой-то частью Чеченской Республики. И никто не сувался Тебе туда. говорят о военном времени. Маршал души, Масак Борца, Борза, Хацаки Тарун, ты не понял. Первую русско-чеченскую, я сейчас объясню, первую русско-чеченскую войну. Есть такой ролик, он в интернете гуляет. Шамиль Басаев где-то там, в лесистой местности полностью зачитывает вот этот приговор, который задокументирован, подписан. И, короче, там все указано, все преступление, которое этот человек совершал. Там привели вот этого пожилого человека, который работал как бы на русских оккупантов и выдавал им информацию, то есть связанную с вот этим перемещением, там, поддержки военному сопротивлению и так далее, вот эта информация. И вот этого человека на камеру потом, задокументировав полностью во время военного действия, вот таким военным трибуналом, его расстреляли. Там имеется в виду не то, что после Первой русско-чеченской войны, вот эти, когда джамааты появились, не этот момент, когда русская ФСБ совместно с джамаатами похищала людей, мы сейчас не об этом. Это тоже мы будем об этом говорить и критиковать. Но в данный момент идет речь о вот этой ситуации. Что там мог бы Шамиль Батаев, как бы, если он неправильно там поступает, альтернативно, что надо было делать, что было неправильно сделано. И в данной ситуации мнение, оно уважается, как бы альтернативное. Честно скажу, Ибрагим, чисто мое мнение. То, что пережил Басаев, не дал ему пережить то, что пережил он. Он потерял семью, родственников много. И я на его месте, честно скажу, я поступил бы так же. Не, там опять, смотри, речь идет не о эмоциях каких-то, о личных каких-то переживаниях, а вот сопротивление, да, вот чеченской вооруженной силы, которые стоят на защите своей родины, отечества. И вот человек, который является там сексотом, агентом, информатором, который работает на стан врага. И вот его уличили в этой деятельности, где он там подставил людей, где погибли люди из-за него. Или же, возможно, даже пускай не погибли, но он, этот информатор, передает информацию, и в будущем как бы огромная опасность, что из-за него пострадают как военные, так и те, кто помогает военным. Вот такая вот ситуация. И в этой ситуации этот человек расстрелян, и можно было бы альтернативно как бы с ним поступить. Вот как бы по законам военного времени, по законам, по международному праву, там,
издувать, видишь, вот ты не до конца, по-моему, понимаешь, о чем говорить. Ну, если по закону, по военному времени считать, по закону, закона же нету. Военное время, если человек сделал против твоего народа что-то плохое, я считаю, что это правильно. Надо уничтожать на месте. Ну, надо сперва посоветоваться, я думаю, со всем обществом, которое есть рядом с тобой. Если какая-то часть будет больше, конечно, надо прислушаться к этой части. Но если какая-то часть меньше и какая-то часть больше, чтобы приговорить этого человека, я думаю, надо приговорить этого человека и сделать, выполнить этот приговор. Ну, так там и было как раз-таки сделано, потому что вот это военное сопротивление, оно полностью его уличило в этом. И они пришли к мнению, что его опасно оставлять в обществе, не как бы не привлекая к ответственности. Потому что если бы, конечно, была тюрьма, было бы вот как в Украине сегодня, да, часть Украины воюет на фронте, другая часть этот фронт восполняет, там его обеспечивает, и тут же работает и судебная система, и все, и воздух закрыт, как бы западные вот эти системы ПВО, они там присутствуют, и государство может дальше Положение вообще функционировать не все. въезжает. И суд мацелата, канкеч, батюш, куханюца, если бы по закону Бог, а закон военного времени, оккупированная территорию, территорию, не часть территории оккупирована, а вся часть территории, вся Чечня оккупирована. Моя тига. Да, Борис Айл просто Борис Айл просто не понял, что за тема, но он хотел просто поддержать, да, вот это, о чем мы говорим. Сунде Борис Айл, дик цахьетов ситуация, пускай там другие тоже Цахьет, выскажут. это лишь бахтиганы, не понимает, и махуганюца, мод, гондале, войска, шураски, тога, даже. Милори, до мотоцикл, аллела, гватер, одноки волк. Тога, раски, миша, оцаур раски, бухаур раски, бугонда аски, булеч, исканду леч. И жвоя даур баш бог леч, они от нас не убегут, бог. И Кузаега Масамяти оккупировали территорию, меча, суды какие там, законы какие там. Они не успели с 91 года по 2005 год, 4 года. Член, шишо дальше у тебя. Оппозицию бож. Коллаборант был, хочешь знаменки, аж. Шейтига штаб-квартира и захватить территории. О, Эскерхан, хочу дать там Эскерду, шей вооруженный группировки аж Буцелена, то Гантимиров, Авторханов, Камиш Барштигаеш, Вожмилори доводится, Толстовюшки, Ноги, Лабазанов и банк формирования, Шиш. Хазбулатов приезжает с деньгами, раздает Толстовюшке деньги и уезжает. Массу типа оппозиции, командир, Шбубов, масса юрта Аряхнер, Сярик раздает чемоданы денег и уезжает. Эскер чудает танцига. Султат, он был, жек захваченной территории. Какие суды, какие законы. Закон ж издать одешь, мады. Парламент распущен, и в то время. Яц, парламент яц, судеш яц. И хан просто, и хан и. О каких вы там законах говорите, судах говорите? Вот على сансаг жучкеш подсовывать, подбрасывать, еш халила леш, раскачан, докладывать, еш ометта леш, бог меток, бог бюшен, окей, волча, бюш, барыш бог, докладывать, еш, санаха бог, альча, или живыми там берут их в этих домах, или убивают, или да, сметта дьявол, шбарц, самолет прилетает, бомбит. Выяснили, кто, оказывается,
провели следствие, провели там дознание, провели, выяснили, да, сознал, что он шаболбе, шваргашанти. И вот военно-полевой суд, его принимают решение, расстрелять. Да, Виганс, она герса, то он Эйло, Веца, видно, ну-ка. Вот терсек цанти болбе, шваргунду, еще зачитать, дега, расстреляли его там. Понял. Судинек. Я понял, все понял. Я последний момент только расслышал Ибраима. Я полностью текст не слышал. Я вошел-то в конце разговора Ибраима и все. Бехмобилош. Да, он Ты да. положение, и сега ваш. Ламан кучуауи, вот ламан там возмущаться, да дешь, да, ладу объезд, а сам чуава это сега. Вы хоть просто Нет, он сега. смотри, возмущаться, да еще, Леху, смотри, возмущаться, да еще. Никто, это последняя инстанция, правда, По Хриеш какому моя. закону Бог? Не, подожди, если... Подбросили идею закон, да, цари. Смотри, Закон военного времени. всех мало, Леху. Если у нас есть в такой ситуации какая-то альтернатива, то мы должны как бы взять ее на вооружение. Да? Гаранис тадинирса, гарал лайман хочон, или такие чон Лехуги, одетан Иса Муса и дико хайк алкачо, отсуман тига ишта цадеш, ишта диешту, иштметка. Фер хайк алцахячо, мы же можем это как бы выяснить и разъяснить, да, просто вот воссоздать опять вот эту ситуацию. Вот смотри, например, вооруженная группа, мы вооруженные силы Чеченской Республики Ичкерия, вот группа людей. И, например, с нами какой-то Иса Муса, 2 брата. Мы к ним домой приходим, там стираемся, кушаем, потом они нам закупают там муку, масло, короче, я не знаю, гречку. Мы потом это берем этот продукт и на свои базы там относим. И вот такой у нас происходит как бы контакт, да, с вот этими гражданскими, которые помогают нам вот в этом военном сопротивлении. Тут какой-то образно Сашепа пришел, стуканул вот этих людей, которые Иса, Муса, Тергергер, Болштер, Чурнах, Буш, пошел в комендатуру и сказал, вот, заложил. Они туда ходят, там вот столько человек, они им закупают продукт, они им помогают. Следующие действия. Русские приходят, устраивают зачистку, уводят молодое там из этой семьи, этого Иса, Муса, их каких-то Ишебеш, Вешебеш, там. Их уводят, там их на бутылки сажают, их током пытают. Ну и 1-2 без вести из них потеряли. И вот мы вот в такой ситуации, там, военные, вооруженные силы официальные, и вот у нас есть Шапа, который пошел, стуканул, у нас есть вот эта семья, которая ведет поддержку вооруженному вот этому нашему сопротивлению, нашим официальным силам. И мы, вот вооруженные люди, из-за которых произошел, скажем так, вот эта трагедия для этих людей. Что мы в этой ситуации, как мы дальше, что Дела, Шепа, Атаиру и ухол, он больше не будет стучать на других. Надо ему дуа сделать, короче, в следующий раз наша дуа там будет принята, и он больше так не поступит. Один вариант. Второй вариант. Нам нужно его поблагодарить за это, и он благоразумится, и в следующий раз не будет стучать, и не будет работать на нашего врага, информируя его. Ну, 3, 4, какие еще варианты? Вот интересно, как это предотвратить, вот такую ситуацию? Нет, никаких
вариантов там. Можно еще подать на него в международный суд, на ШАПа. Это вот тоже есть такой вариант. Эх, мобила. Хайзун. Возмущаться диашвац остаются га войновчи имиджу под камеру стать расстрелять в него. И сон резуац, сон разница нет, но три дурака елче нахбахит и расстрелять. Бория рева дит хавикан так расстрелять, ворсун разница нет. Нагасан и судо, иш дад есть бог из, сон резу. Нагасан из. Но сон из видео же сосан, скорее всего, сотни тысяч нахэшхэр будет видео цыгяха. Зачитывать я, статья шью. Так, ласк смотря, зачитывать я, статья шью, скорее всего, может, в уголовный розыск и статья, уголовный кодекс и статья шхилмегыш. Но собол цыга. Вот статья, но наказание в виде высшей меры наказания или там расстрел. И его штат цыга. Я понимаю, расстрел яиш, тылхарю, после нахрест бьезаться бах предателю, не бог наказание. Но нагасан и иш дала. Войн веш, цахеч нахан халха, вой цадиш болш нахан халха, вой вот метти аязин расстрел яиз вотаган. Метти аязин статьяю, о закон нарушить один. Хай поч халхот элец дол низмях, чак дойла эл войн. Нет, цыга база и юражу юбос. А стой хабар дис мовольня, содауй. Видишь? Короче, я инсуду, хаттерду. Вот за десятки тысяч нахбу, коллаборант, болбеш. Нахбуешь, будешь. Самый расстрел ширивый закон военного времени нагасан и далах нагасан. И дадел хилдиш дачу нинзи. Том чак бел мабасивой. Удирду в это, когда дейтишь, инспектор дуксушек. Ламан ход. Соборде. Вождь тему, и что насчет этой темы, как бы ты недоволен то, что этот расстрел, он как бы на камеру зафиксирован, да? Иду нахам цыгя, дукубай, иду цыгас, ёшкал флам, ёлзвуан чавюстек. Но хара явно камеры, слюкач, это к чему-то, ну и камеры, тем более редкости камерш. Что-то записывать я Шунтина, босс, также и центр Грозного Дина Гундина, и на Аравях, ну, Россию, Советский Союз, расстреливал. Это две разные, два разных расстрела. Да. Расстрела, во-первых. Всех мало, хажал, вот этот, который в военных условиях был сделан расстрел, он сделан не для всеобщего телевидения, не для всеобщего обозрения. То есть это зафиксированный момент, как это сделано, за что это сделано. Если даже погибнут в будущем все эти участники расстрела завтра, после того, как война закончится, чтобы архивная информация задокументирована, зафиксирована на видеосъемку. То есть это не собралась куча людей под вот это скандирование «Аллах Акбар», там официальное телевидение вещает, это снимает камерами, там международные все журналисты ищут ситуацию. Это просто вот эта съемка, она попала вот как бы на всеобщее обозрение. То есть вот именно этот момент, он, кто это сделал, кто его обнародовал, вот там было неправильно сделано. А так, чтобы для военного дальнейшего там, следствия, поствоенного какого-то, да, чтобы вот это все задокументированное, чтобы это не было преступным, вообще вот из всех каких-то, наоборот, совершенных во время войны вот таких военных трибуналов, самый правильный именно вот этот, самый соответствующий, наоборот, потому что там они задокументировать, зафиксировать, Хотя мы же знаем, что там сотни есть других случаев, когда
вот этих сексотов, там, всяких информаторов, их мочили без суда и следствия. Такие моменты, они наоборот считаются по закону как бы менее законный или вообще незаконный, скажем так, да? Просто как хуолаштунах. Английский матагуол, непредвиденные обстоятельства, форс-мажор, да? Форс-мажорность ситуации. То есть издуист. А если говорить о сегодняшней ситуации, вот полностью оккупировать чеченское государство, сега дающий процесс расстреливать бабизар будешь, если у нас имеется в виду не обезьянными методами, которые проводились между двух войн, вот это расстрелы, где 3 дурака, а имеется в виду, если у нас, насколько я знаю, у нас все еще действует совковый уголовный кодекс, который новый мы пока еще не приняли. Вот это Яндербиевси, Идиговси, Шевченко, Джамал Гайдари, царь суданский хайнал и хуярсес, порно, цахунядинаги, ол шаздается, где про всякие мужеловчество, вот это. Введенный Это уголовный незаконно. кодекс То есть, подпольно. Незаконно введенный уголовный да, кодекс. да, это у нас не принято. А в Совковом, насколько я знаю, Леху смертная казнь есть, да? Так, ну, там обязательно же Совковую нам использовать, да, мы можем как бы в соответствии с нынешним международным, там, европейским, это без разницы. И если мы принимаем тот, где смертная казнь она действует, то все преступники, которые сегодня работают на коллаборантов, они после деоккупации, если война хаховая, деоккупации, то есть я шла международная институтская добиться, да, и Российской Федерации, и бан террористических формирований, денацифицировать и на свое место хауshмаме та вайфцанаха вайвэшхума халатехтен штундича ча бол таракалатов болбеш волна будь это люди, которые в Украине сегодня совершают военные преступления, или в Чеченской Республике совершили военные преступления, таких много убитых, без вести потерянных, 5-е, 10-е. После этих расследований, конечно, все те, кто совершали преступления, обязательно должны быть привлечены к ответственности. И если смертная казнь у нас принята в нашем государстве официально, если мы на общегосударственном уровне принимаем вот эту систему, или совковую как бы продолжаем, да, то там существует смертная казнь, и эти люди... Другой вопрос, но обезьяничий расстрел шуйбда 3 дурака, издатись, там, мага саган, Америка, по-моему, только и что раз, да, что, как это совок делал, я не знаю, не в курсе. Но нога сануя, что ты лочом, если вы международный, более гуманный ты лочила, поживут тебя пожизненно. Или там Гуантанамо, или Кеду, что ты варианчу. Ну, то, что преступник должен понести ответственность, мы не об этом. То есть самоучки и сегодня у нас уже как бы боевые действия не проходят на территории Чеченской Республики. Но если в случае денацификации Российской Федерации и ее как бы принуждения соблюдать международное право, и наша республика возвращается опять в лоно права, да, и под юрисдикцию чеченского народа, и там возникают потом, возникнет какой-то вооруженный там мятеж или какое-то незаконное действие, и там тоже применяется и ликвидация, и все что угодно, то есть в рамках вот этого. Как бы, если мы хотим это привести пример с тем, что во время военного действия там было сейчас, чуть-чуть пример не точно получается, но то, что от ответственности никто не должен уйти, это точно. Там несправедливо, да, амнистия, да, короче,
она солнахум цальдинахай, короче, не птица, а не мятнамщ. Конечно, это все должно учитываться. Потом люстрация есть, то есть все, кто с коллаборантами дышали, короче, я не знаю, нос в нос там где-то работали, плечо в плечо, вот эти люди не должны допускаться какие-то с начальниками, руководителями и так далее. Обычно шабола, шаук, там, международной практики. Даже участвовать в выборах не должны они. На сколько-то лет, сколько там лишить парламент на 10 лет, лишить их прав выбора. На 10, на 15, на сколько лет там. Это уже будет решать парламент, будет решать, принимать законы будет. Если иллюстрация есть, а ты на сколько лет его лишать гражданских? Ценным наказание ошкаларам цашику яцкы yok şu ценным. Возможно, выше меры yok, но с Богом, до цантаган, идяшхыч. Почему бы этим тоже не применить тогда? Задается вопрос. Потому что военное время, так называемое, но те человек, что царь минзит, а модель любовник, я шейкарве жур, волшна, хомуту зашло десятки тысяч лилш. تيجا مارشال دوشك مساجا تيجا قيوري أن تياتر تيجا سرنا هنا اشتر مشياتر يوديتين لاما وعبو قيت ситуация моя там добавить что судище и предатель схлие шер но Масхаду Ельцин встречен договор подписать на одно из условий России было, чтобы мы амнистировали всех. И это условие было принято. Да, было выполнено. Да, а потому что Россия готовила к этим почву, она защищала своих вот этих стукачей, понимаете? И подчеркнуто его вопрос обязательно. Значит, Россия настаивала, что мы амнистировали всех. Да, по-моему, даже Кутаеву вот эти тогда тоже туда входили. Да. Не забывайте это. Баркалфин. Ну, тебя, если мы хотим сказать, что поствоенный вот этот период, да, когда всякие шариатские разборки, шариатские хотелки, короче, гуляли на нашей территории, там, да, нейсу оцелели надежды. То есть вот эти даже расстрелы, которые были сделаны, их сделали тем людям, которые... да, они были 100% виновны. Вот это нельзя отрицать. Но расстрелы были сделаны вообще незаконно, неправильно и вообще пагубно вот это вот, то, что на показ было. Но вот это само, вот то, что их, короче, именно над ними провели вот это вот высшую меру. Но там были еще много кто другой, да, над кем надо было это проводить. Потому что там были другие ситуации, там всякие ублюдки, которые тоже должны были точно так же, всякие похитители людей, вот эти, да, всякие там Ахмадовы, там Бараевы, военные преступники, бандиты, вот эти все люди, которые способствовали там русским дестабилизировать ситуацию в нашем государстве, антигосударственной деятельностью занимались, и что расстреляны, и что убьешь, но в силу того, что у них вот эти вот были созданы банды, и эти банды были восприняты какими-то союзниками, да, или там союзническими силами, там в случае опять очередного вторжения Российской Федерации на нашу территорию, там якобы как рассматривали эти банды как потенциальных союзников. В связи с этим вот это вот в их адрес не было применено.
Плюс это наша вина всех, потому что мы все, как народом, должны были олж модердала, да, станна бандит, тиксанги. Как бы сегодня мы тоже же ничего у нас не изменилось. Мы точно так же продолжаем все сохранять молчание, сидеть, дышать ровно, допускать все, что происходит в нашей среде. И оправдывать все это то, что нам небезопасно. Вот. Тогда то же самое будет. Вот этим, Ибрагим, вот этой амнистии цара еще преступник шбы, цана защищать знаки после Первой войны. И преступник шешент аше защитил уже царь конкретно действует так а бошку и набои, сами, которые вот эти с оружием в руках расстреливали этих людей, они же преступники были, вот эти люди, понимаете? И штерцега ситуация. Ничего общего с чеченским народом. Они были, все работали против Чеченской республики, эти люди, Да, группировки. совершенно верно. Даже тот же председатель Шарикатского суда, Батукаев Шамсудиевич, который устроил эти шариатские гулянки. Вот человек, который за шариат готов был имиджем народа пожертвовать, да? Как вы можете, это же Аллаха закон. Пускай этот мир 10 раз перевернется и встанет, как Кадыров говорил, Америку поставит. Вот в эту позу пусть мир станет. Пусть мы пожертвуем всем своим народом, но мы исполним аллахский долг наш перед Всевышним Аллахом и будем расстреливать по шарикату. И тут вдруг, когда Аллах создает ситуацию, когда благословенный джихад пришел на территорию, не дал себя долго ждать, через пару лет буквально уже чаяния всех джихадистов и потенциальных шахидов были Аллахом осуществлены. Тут почему-то и Удугов, который впервые в 20-м нападает на кефиров, пусть весь мир в позу кадыровскую станет, мы первыми нападем на кефиров, пусть наш народ весь шахидом станет, как Мусураев песню поет там. И Батукаев, и все шариатчики, которые за Аллаха готовы целым народом пожертвовать. Почему-то самые первые соскакивают от аллахского джихада, от шахады, от всего этого. Аузу билля, это что такое? Как так? Ничего себе. Да не может быть. Видимо, может, их насильно оттуда кефира вывезли. Не дают им стать шахидами. Что-то... Выстал, И никто их не ищет, Аллах добавит дня, никто их не ищет, которые впервые мы нападем, Бог, согласен? Получил 2,5 единицы, чемодан и свалил в Турцию. И вот никто его в розыск не подает, никто его не ищет. Ибрахим, снис Бог, вот все эти Батукаевы разные, вот эти Удуговые, Сюли, Милварица, безом фамилии целосун, Халаверлин, Шолаков. Сулейманов. Мирзаев. Odalo Багаудин. Он один наши, миш богатство, первый, миш богатство, забыл, Одалом, Тавен, Волмоверлет, он приехал умирать, он старик. Начале. Не, это я понял, Ухано, Дагестане, Галерей, Хаоне.
Он уже старик, поймите его, примите его, что он умирать приехал. Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Барон. Подожди, этот Хренагаудин, извиняюсь, возвратился потом в Дагестан после того, как всех шахидами сделал. И его амнистировали, ты хочешь сказать? Вот он вернулся домой, Анвел, позвольте ему умереть дома. Ситуация. Вот это вот знамение Аллаха. Ничего себе. Герой России Мау Ибраим, Ничего себе. Имам Шамиль, 11 лет в Калуге жил после 20-летнего геноцида над чеченцами. А что тут удивительного? Одало вернулся. Ветеран Машвол, Весталан тоже. А 15 копеек ставите. И что интересно, Зубкете, молодца, и вопрос поднимать. Я же Собордейшаль. Удугов, Алох Швац. Да, хотя бы Шмаков. Сегодня Дзурдукете за Шмакова, брата Шмакова, дают якобы 1 миллион, чтобы его расстреляли, там потом он кувыркается, переворачивается возле этих баков, там молотком его по голове. 1 миллион дают за брата Шмакова. Брат Шмакова, вот этот Абдурахманов, он садится и говорит, что его брат этот Шмаков, то есть сначала он говорит Закаеву, что Закаев его не его брат, а просто мусульманин. Да, он ему не делает такфир. Но чтобы сказать брат мусульманин, он должен быть на истинном исламе быть. Понимаешь? Это его цитата. Но когда речь идет о его брате Шмакове, он там говорит, это наш брат мусульманин. То есть Шмаков на истинном исламе абдурахмановского толка. То есть, как это Ахмад Хаджи, как Радыров, Рамзан, они говорят, шайтан, вахабит. И в этой ситуации этого шайтана, вахабита Абдурахманова, за него дают 1 миллион. Нам говорят здесь, показывают всем, что за него что-то он там им сделал, что за него 1 миллион готовы дать. Я не пойму, что он им вообще сделал там, чтобы за него 1 миллион дать. Что там он, кому он там насолил, навредил, что там не так, я не понял. Ладно, это другая тема. Но за него дают 1 миллион. А его брат Шмаков, шайтан, тоже по такой же идеологии, как он, там сидит в России. И Абдурахманов говорит, он, наверное, не хочет сейчас, чтобы про него говорили там. А тебе, Игорь, салам пламенный я передаю. Он не хочет, чтобы о нем, наверное, сейчас там говорили. Я не пойму, если бы... Смотри, подожди. Тузика Абдурахманова весь род якобы подтянули, поставили перед телевизором. Род не такой же вероубеждения, идеологии, как Абдурахманов. Они вообще там суфисты, тетя вообще ФСБшница, атеисты там, я не знаю, кто угодно. Они вообще не на его теме, этот род его. А брат Шмаков, он как раз-таки идеологически брат его. Почему этих кого-то там собирают, каких-то других чеченцев, кто переписался с Абдурахмановым, ему лайк поставил, всех ставят на беговые дорожки, там в Сурсад куда-то ставят, полы мыть. А Шмакова никто вообще в упор не видит. Аузу билля. Это что такое, дорогой наш брат Зурдукет? Ты задумался?
Дал Бог, дал рез Бог, а вот идея-то, он Швеция мягчон. Давай я ну, по своей тематике, Дагестан. Ладно, Адало, ладно. Это не к тебе был вопрос. Не, если так, Просто для информации. не, дай Просто тебя почитать. взяли как... Не, дай почитать. Дадут четверг. Просто тебя взяли как, скажем так, на кого обращаться, кому. А так это вообще Не, по всему я обществу. же не политик, я не... Тебе в этой теме, повторяюсь, никто не говорит отвечать. Это просто информация. Висхила, Да, я по своей теме. почитаю, вы многие не По знаете. своей теме висхила. Да, Азани. Так, заголовок. Его знал Хаттаб, его уважал Басаев. Понедельник, Махачкалу рейсом из Стамбула прибыл Абдулла Алиев. Ибраим. Хайзун. Давотец, окей, гейт до шахуди дубош, я тумсос. Tas был смекать машбасан шахуди дубош, смолотком бош, да? Дзурдукетик, чуть-чуть, коротко, подожди, сейчас это поставим. Просто надо показать, что разрешено говорить, какие Что его постигли. методы, Там за кадром угрозы. еще осталось то, как я на него помочился. Шучу. А может и не шучу. В общем, в следующий раз, прежде чем присылать ко мне киллера, хорошо подумайте об этом, Даудов. И в заключение я хочу сказать пару слов на чеченском языке. Жау буйна велан. Эльчи эш. Хаваэтан вол киллер буй. Даудов. As жау ити хай велан. Полиция навелерон. Хуна юларион, Даудов. Хуна юларю хапачана юларион. Хапачана юл вогочрена. Дуй Гелген холо через Исраилова один вел. Цахуна юлен. يوحوي ثاني دعوة أنا حبتش أنا يلا رعون إن شاء الله إن شاء الله بساق والله принадлежит Аллаху. Ислам динахи российский закон amma Герион, да. Жауи, бутылки и все Аллаху принадлежит. Аллах. И что интересно, и бехмобиллеш, и русский культуры, то и чё, накали, бутылки, жауюлары. Что интересно, и Шмаков уже тягар. Бинайте бол. По-моему, Шмаков, Абдурахманов, Шмаков, по-моему, уже сделал им это, потому что они там вообще все ровно сидят и как на бутылках вообще дышат. Джурдукетик, энти рол, айтем, билгалеха. Адало, Бара, Самакас, Цавен, Хилей, Валла. Язин, Мудуиц. Понедельник в Махачкалу рейсом из Стамбула прибыл Абдулла Алиев, он же Адало. И 99-й года, и Хайрвали, Шварк и Вахабист. Один из организаторов похода Басаев Элдион, Динахука Хаттаб Сахаву на Дагестан в августе 99 года. 72-летний Алиев вернулся в Дагестан и явился с повинной прокуратуру. В прокуратуре считают, что он просто решил умереть на родине. Ничего общего с радикальными исламистами он не имел. Он всегда был светским человеком, интеллигентом. Он знал Удугова, был знаком с Масхадовым, его знал Хаттаб, его уважал Басаев. Не глупых, интеллигентных, образованных людей ценят и уважают многие. Его беда – излишняя
доверчивость. Ja, да, действительно. Представь, нас тут перемололи полностью, вообще абсолютно непричастно, гражданских около 180 тысяч во вторую русско-чеченскую полегло. Все джамааты, мамааты, которых обвели вокруг пальца, там, полезные идеологии, задействовали, их где-то поперемололи, да, без вести поперетеряли. А Адало, бедный, оказался жертвой, оказывается, влияния из-за своей чрезмерной наивности. Доверчивость. Ну, или доверчивость. И сверху за предыдущей темы, вот, то, что пытаются всякие Полины Жеребцовы, да, там, чечены, там, какому-то Родионову голову отрезали, оказывается. Потом издание КГБ там кого-то выкинули через окно. И что там еще? Короче, русских там что-то отобрали. Вот эти вот вещи сидят там, распространяют. Хорошо, что сегодня в Украине, нехорошо, что сегодня, да, в Украине совершаются вот эти вот жестокости по отношению к украинскому народу, но вот с другой стороны, вот, да, это трагедия для Украины, но вот только через это может видеть Украина и весь мир, что такое русский мир. Просто то, что они предъявляют, там, Шамиль Басаев во время военного действия расстрелял, там, 5-10. Вот там в другой группе мы еще говорили, есть такие братья Сулимы и Русланы Ямадаева. Герои Российской Федерации, герои России. Люди, которые полностью перешли на сторону русских и стали больше русскими, чем сами русские. То есть, жертвуя за Россию, они там положили много чеченцев и также и своих близких там числа кого-то. И служили России верно. Но этих людей ни на время военных действий Россия ни с кем не ведет войну на этот период. Во всяком случае, в формате, когда они партизанят. То есть у них работает и судебная система, и все государственные институты в России. Но почему-то Руслана Ямадаева, как в военное время, там Шамиль где-то расстрелял вот этого информатора, берут Руслана, героя России, Руслана Ямадаева, расстреливают в центре Москвы. Не предъявляет нам Российская Федерация никаких абсолютно У стен документов. Кремля, у стен Кремля, Да. Аллах. Вместе с генералом он был каким-то русским. Да, никаких не предъявляет ни обвинений, ни презумпции невиновности. Просто тупо взяли героя России, который жертвовал, столько чеченцев положил на благо Русской Федерации, взяли и просто расстреляли тупо. Это трибунал или что это? Военный трибунал. Это его брата по линии вот этих посольств в Эмиратах там. Взяли, расстреляли Сулима Ямадаева, второго героя. Абсолютно никаких нету здесь ни судебного, ни решения, ни в чем их обвиняют, ничего не показывают. Маулади Байсаров, тоже герой России. Вызвали в Москву, взяли там его и высшую меру наказания. Просто в мирное время. Абсолютно не предъявляют нам
Алло, эти люди, это граждане Чеченской Республики Ичкерия, и это тоже должно будет расследоваться в будущем. То есть, если после денацификации Русской Федерации, если чеченцы достойны своего вот этого государства, если мы покажем свою решительность, активность, да, мы точно так же, как и всех других преступников, должны привлечь преступников за убийство Ахмата Хаджи Кадырова, тоже, которого на стадионе Героя России, который полностью работает на русских, абсолютно выполняя все их команды и приказы, берут его нагло, я не знаю, подло, посредь бела дня сажают на вот этот стул, где заложено взрывное устройство, и подрывают его. Я не говорю, что эти люди перечисленные, они там какие-то овечки там или ангелочки. Это преступники, которые должны... Представьте, и под камеры Да, полный стадион людей, да, взрывают. да, даже Я еще скажу, гражданских Ламан ранили, он убили. же видел это дело. Соборде, Ламан видел это, Лехуга, скажу, Ламан да. хочун дюч, да, свой из-за Лехуг, а ты Ламан хо, вай, сан, ойлол, штат было, просто хакер, пропаганды русские. Вай, тажиммал и развернуть твои шахальча, вай наха путаться до отсюка. Ламан хо, законник анту, сих лолю, сих мало, аккуратно, не спеши. Просто его надо разжевывать. Вот смотри, ты хорошо подметил, что на стадионе еще там другие погибли, пострадали, ранены. Даже Тамару Дадашеву возле глаза осколок, по-моему, даже глаз там задел. Ну, не потеряла она глаз. Тамару Дадашеву от этого пострадал. Другие пострадали. Ветеранов туда собрали, взяли их, они пострадали, там эти люди. Это все должно быть расследовано, и все, кто за этим стоит, должны быть привлечены к ответственности. Нам без разницы, по барабану, это преступник этот Кадыров или он предатель, кто угодно. Это надо по закону делать. А тут прямо среди гражданского населения взяли, А собрали куда людей. ушел в Зурдукете? Куда ушел в Зурдукете, я не понял. Сегодня он там В возмущался, а здесь его В что-то сейчас нету. Зурдукете опасно это слушать даже. И вот это вот все, что происходит, да, вот убивали вот этих людей без суда и следствия, какие-то взрывы, расстрелы средь бела дня, это должно расследоваться и привлекаться к ответственности за вот такие преступления, тем более, которые совершаются русским правительством в мирное, в гражданское время, среди людей, вообще без каких-либо там, я не знаю, комплексов, среди гражданского, несмотря там, что вот взорвали, когда Кадырова, Баранову ногу оторвало, Баранову, который рядом там сидит, ему ногу тоже оторвало. Его нога уже в раю тоже, судя по этому. Ну, он же тоже на джихадика. Тем не менее, его нога, она тоже, это должен отвечать кто-то за ногу Баранова, и за Кадырова, и за всех. Другой вопрос, что сам Кадыров преступник там или убийца, но то, что его как привели они в приговор, в действие, да, средь бела дня, среди гражданского населения, без суда и следствия взяли, взорвали. Тем более, они его зачем взрывают? Он же полностью душой и телом им принадлежащий человек, который доверял Путину, который полностью путь Ахмад Хаджи возглавил. То есть вот это все, что там происходит в России, вот эти преступления средь бела дня, всякие, я не знаю, их вот эти вбросы, где они пытаются нас в чем-то там
обвинить в каких-то нарушениях во время военных действий, всякие полинки, которые негодуют, проявляют негодование насчет Родионова какого-то там военного вооруженного убийцы, который пришел воевать на нашу территорию. А, кстати, еще один момент. Тесла, ты здесь? Смотрите, вот недавно вот это показывали, Золкины там, по-моему, вот эту передачу, где были показаны чеченоязычные русские военные преступники в Украине. И там им разъясняли, что если бы ваша Российская Федерация, кстати, им это еще в укор вот так говорили, ваша Российская Федерация, ваше правительство, там украинцы, которые до 2014 года, наоборот, чеченцам полностью, даже на территории Украины, открывали кадыровские пункты, там в Киеве какой-то культурно-кадыровский центр, какое-то представительство, и всех чеченцев пытались приструнить под вот это вот кадыровское русское влияние там, на территории Украины. Но это другая тема. Просто они вот там как бы в укор им говорили, ваше там русское, российское правительство, вот этим вот солдатю, которые русские шлют, чеченоязычные солдатю. Они им объясняли там, что типа ваше русское правительство, оно не приняло новые соглашения международные о вот этом военнопленных. То есть они в старых еще позициях остаются. Если бы Русня приняла бы новые вот эти уже новые существующие законы международные, то вы могли бы позвонить домой, вы могли бы, у вас было бы больше бы прав туда-сюда. И вот этот момент меня заинтересовал. То есть русские, они принимали соглашения международные. А вот у нас во время Первой русско-чеченской войны, в частности, когда военнопленных там брали в плен, наше государство соблюдало полностью вот эти, я не знаю, права пленных, то есть обращение с ними. И очень даже делало это хорошо, потому что, судя по заявлению очевидцев, таких как Хусейн Исханов и других, вот этих людей там, чтобы предотвратить вот эту дедовщину, вот эту систему, их разделяли там офицеров отдельно, солдат отдельно, и чтобы вот эту субординацию тоже соблюдали там, да, рядовой офицер, чтобы они чуть-чуть разные у них статусы там были. То есть вот это выполнялось у нас, в нашем государстве, в отличие от русских, которые подряд гражданским уши отрезали, носы теряли без вести, били током, там всякие отрезали конечности, там вот этих местах в паху там ковырялись постоянно. Но это их любимая тема извращенная. И вот это, ну, как бы вот это на нас применяли. А вот наша сторона, она придерживалась вот этих конвенций, да, там по правам. При том, что мы не принимали. То есть мы как государство вот это на международном арене, где-то на международном уровне не принимали, насколько я знаю. Если я ошибаюсь, можете меня подправить. То есть нами не было приняты вот эти вот, я не знаю, от 40-х годов или от каких годов. Сейчас есть более новые права, да, вот этих военнопленных, есть более старые. Но то, что у нас соблюдались они, это точно. При том, что мы как государство где-то не договаривались, не участвовали в этих международных процессах. То есть ЦСМ это говорит о том, что по факту там вообще можно было бы, если это не было, да, если мы не договаривались ни с кем, это не принимали, то по факту мы могли вести военные действия и с пленными как угодно, короче, да, там обращаться.
По идее, наоборот, у нас вообще были распущены руки. Acil подчеркнуто, время, когда это, что и гуманитарные линию ночи Чеченской Республики Ичкерия, там есть прецедент, которого нет ни в одном государстве, который воюет. У нас люди, которые пришли с войной на нашу территорию, пленные, их отдавали матерям просто так. Приезжали матеря, им их выдавали. И это история цанни метта, он был жахил ума, да, цанни метта. Да, совершенно верно. Без каких-либо там обменов. Хотя у них при всем при этом, у русских много гражданских людей находилось, которых они там пытали, мучили и просто тупо вот так, делая зачистки, собирали там из сел все мужское население из населенных пунктов. И что интересно, вот как даже в сети, там, в Ютубе можно посмотреть обмен военнопленными, когда с нашей стороны передаются русские, которые своим ходом нормально вроде сытые, я не знаю, не нуждающиеся в медицинской помощи, солдаты, вот этот проходит вот этот обмен, своим ходом идут на ту сторону, а те, которые возвращаются оттуда, какие-то, да, там, чеченцы, и в большинстве случаев это были гражданские вообще люди, да, которых, или близкие каких-то, например, людей, ведущих вооруженное сопротивление, там, их братья, сыновья, там, отцы, близкие родственники, которых они захватывали. То есть с этой стороны, которые от русских идут на нашу сторону, в этом обмене наши люди, они либо их на носилках переносят, либо они волочатся там, хромают, ногу тащат, там, я не знаю, руку, все полностью какие-то дохлые, худые, С короче. отбитыми Да, почками, с отбитыми да, внутренностями, да. точнее, пердоны, незалеченными ранами, которых держали там в ямах, наливая сверху зимой холодную воду, водой заливая, убивали их, покалеченными давали их. И что метя, вот Зурзукети в это время убегает. Вошел на Милваривер и Милвари Зока, вот и Зока Кушауи. И нужно говорить, Зока Мориса возмущаться дешь там. Там, что? Кушаватись. Жалко, что его нету здесь. Эти вещи, когда говорить, надо будет говорить на русском языке, чтобы всем было понятно, о чем здесь речь была. СМ. Слушай, если говоришь эти вещи, как меняли матери, приходили, им отдавали их сыновей, они были сытые, накормленные, опрятные, и не содержали их в кандалах, их сыновей. Они находились, сидели за одним столом с этими семьями, где они В находились, они семьях, сидели. да. Да. Нужно вот так и говорить нужно. Они были за одним столом, сидели с теми людьми, кто их взял в плен. Ели то же самое, что они ели. И никто их не ограничивал в еде. И водой их зимой не обливали никого. Матери приезжали. Одного я даже знаю. Четвертый раз, когда он попался, 3 раза его матери отдали. 4-й раз, когда его поймали, одного и того же солдата матери отдавали, она везла его в часть и сдавала. 4-й раз, когда его поймали, да, его расстреляли. Потому что матери он нафиг не нужный, получается, оказался. Родителям он не нужен оказался. А 3 раза мать приезжала, забирала его. А по поводу
Полина Железцова, что говорит, его убили сами российские военнослужащие, контрактники его убили. Они его в ранг святого возвели там, повесили Леху, его. мы как раз разбирали это. Мы искали там очевидцев вот этих событий, там на кого-то я вышел, на кого-то Хусейн вышел. Мы пытались разбор, по-моему, даже вот это Татьяна Рубцова фильм делала насчет этого Родионова. Они его, да, в ранг святых возвели, но они утверждают, что ему там голову отрезали. Но судя по вот этим, как бы, подтверждению очевидцев, которые там на этот период в военных действиях участвовали, в Бамуте, там, вместе с Хайхароевым в отрядах, которые были, они говорят, что они были в плену у них, и когда они отходили, и там русские начали наступать, они просто расстреляли их. По-моему, 2 там или сколько их было, солдат. Но эти русские утверждают, что у Родионова была голова отрезана. Типа, и что ему якобы сказали принять ислам, он не принимал. Просто вот, воссоздайте эту картину. Русскому солдатю говорят принять ислам, он, не буду я принимать ислам во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. И чеченцы так напали, ему начинают голову отрезать. Ох ты, ублюдок кефирский, ты не принял ислам. Я не знаю, это какой-то детсадовский анекдот, можно вот так рассказать. Там он не то, что ислам бы принял, он бы там, я не знаю, что угодно, короче, там и буддизм, и кришнаизм, и все подряд принял бы. Если бы у кого-то был бы интерес там его исламизировать и так далее. Там просто тупо они, эти пленные, они захватили, держали, потом, когда те начали наступать, им некуда было их девать, они их расстреляли. Это не хорошо, неправильно, но отпускать их тоже не вариант. С собой таскать, как у украинцев, каких-то мест заключения для пленных, там у них тоже не было в каких-то полевых условиях ситуации. Но эти что сделали? Его сказали, что обезглавили. Мама его опознала по крестику, который висел у него на шее. На шее Родионова, обезглавленного, висел крестик. Вот интересно. Обезглавленный Родионов, на его шее висит крестик. Как он оказался там на шее, получается, если он обезглавленный? Татуировка литый. Не знаю. Ну, придумывальщики большие там сидят. Тем более Надо эти исламисты якобы ему, да, эти якобы его ислам ему говорят принять, он его не принимает. И тут бешеные исламисты, которые должны были этот крест съесть даже, да, там живым его. Ах ты ублюдок кефирский, христианин. Вот твоему кресту, короче. У него вообще крест, где висел, там и висит. Даже без головы. Никому он не нужен был, его крест на шее. Они вот так вот в школах детям, да, прям детям в школах вот так и объясняют в ранг святых наш Родионов, видите, чеченские боевики сказали ему принять ислам, а он во имя Отца и Сына не принял, вот так его убили, школка, иштебеш, амадеш. Потом они там начинают песни петь, чечен молодой, голову оторвало, казак его, короче, загасил. Начинают воспитывать под вот такие какие-то песни, да, там, человека ненавистнические. Но что самое интересное, на этот период там мы пытаемся информацию собрать, опровергнуть то, что происходит с Родионовым, что с ним произошло, что его вообще нафиг никто не обезглавливал, что его вообще принимал, чтобы он ислам, не ислам, вообще нафиг он никому не упал. То есть хотим вот эту вот тему добыть информацию, и тут на этот период Будулак во Франции обезглавливает Фати.
Я вообще офигел. То есть как будто бы это какое-то, я не знаю, совместная операция происходит. Может, на тот момент ЧДП были их уши, получается. ЧДП еще не было тогда. Тогда Гуй Закаевский Битпартии Отуналоушханюиз, но тем не менее, я считаю, вы обычно гнутые шерлины, гнутые тебя. Ну, вот такое вот там. Вот это как бы расследование пытались проводить. Эту тему задали, короче, вот это Полина Жеребцова это раскручивала. Мы это пытаемся там опровергнуть, и на этот период Будулак отрезал голову Пати. Да и, я думаю, и французские спецслужбы там содействовали этому. Они могли бы поранить и захватить могли бы его, этого преступника, без проблем. У него оружия с собой не было, кроме ножа. Бадачун, ты сейчас чуть-чуть на пропаганду подсел. Он обезглавил этого учителя прямо на улице посреди бела дня. Нет, я ничего не говорю. Подожди. Было у него оружие, у него было, как потом выяснилось, это был газовый пистолет. Но он стреляет, бау, выстрелы, понимаешь? И там в такой ситуации полиция не церемонится, понимаешь? Как газовый, и милого егюте. Давай я сейчас проверю, выйду. Он меня газом ударит или чем? У этого чувака был газовый пистолет, как оказалось впоследствии, что он газовый. И был нож, который он не просто ножом, он на него пистолет наставил, того, заставил полностью не сопротивляться, потом обезглавил его, потом с этим пистолетом там записал видео, и эта голова тоже там есть видео, и все, там все улики, все доказательства там существуют. Потом туда сразу полиция, подтянулась. Потом он там стреляет из газового пистолета у них, который неизвестно на тот период, газовый он или какой полиции. Полиция его, естественно, ликвидировала. Как террориста, который средь бела дня голову отрезал человек, это уже все. Это там пробросы были вот этих всех, тех, кто его подстрекал на этот террористический акт. Они все пробрасывали через все вот эти дыры, скажем так, через все соцсети, где только можно было, писали и вбрасывали вот эту дезинформацию, якобы там его сначала это, потом то, потом он вообще там никого не убивал, это не он сделал. Там видео есть, как он обезглавливает, и потом голова как лежит. Но я не знал, что это пистолет, что у него макет пистолета или газовый пистолет был у него, я не знал это. Писали, что просто нож у него был. Да, они вбросы делали. И вот этот, там в Фейсбуке какой-то чувак сидит, Вокстагу Эшбич. Я бывал у них дома. Они вроде нормальные, вообще не радикальные. Я с его папой там общался. Очень хороший, порядочный парень. Папа сидит потом через неделю буквально и говорит, я воспитал своего сына Будулаком, чтобы он кефиром показал, как надо. Чун папе помял, а вообще оправдывать виноваты в жизни. Не, я его не оправдываю. Не, я не про тебя, я про того, кто его оправдывал там.
حنرجع سن يبراودوت هنا قلت شن باب سن اشتغل شتو أبراودوت فير موات это не он сделал, это французы специально делают. Ты что, и это я из этого. Вообще, ну там многие, кого мы и здесь знаем, кто и сюда заходит, и туда заходит, там многие, кто насчет этого высказывались. Там и видео, у меня тоже есть кое-какие видео. Полностью и ГБшные вброс сейчас сам подать вот пишу. Там просто проблема, знаете, в чем? Не в том, что ты, вот у тебя дезинформация какая-то, да, ты пошел, что-то там наговорил, там он прав, не прав, правильно сделал, он не виноват, то все. Там важно то, что во всех интернет вот этом пространстве, во всех соцсетях полностью вот ты как наблюдатель заходишь туда и начинаешь читать комментарии. И понимаешь, что чеченский народ, начинаешь понимать, что чеченский, то есть делаешь вывод, если ты сделаешь вывод по вот этим настроениям и комментариям, ты начинаешь думать, что или понимать, что чеченский народ в целом один большой будулак. И для тебя важно. И вот в этот момент начали пробрасывать Фунядин, они специально это сделали, он не виноват. Фунядин, он не надо было пророку говорить, это, десять, со всех дыр вот это вот, дезинформация вливается, и все дебилы, взрослые люди, какие-то даже там общественные, политические деятели начинают, ох, какие же вы ублюдки французы, как вы могли его убить. И когда ты все это читаешь, понимаешь, у тебя создается впечатление, что чеченский народ – это один огромный будулак. Что у них как раз и прошло, получилось вот так преподнести. А Таган, и Киегичи, как бы все сейчас под корягу заползли, я, я не так, а я не это, с уном цахаэр, все под корягу заползли, но в тот момент все поспособствовали вот такому демонстрации вот такой нашего народа, нашего общества. Создание вот такого. имиджа такого, да? Создание такого Тут имиджа. вопрос, тут вопрос один, Ибрагим. Какого черта его закапывают в Чечне, если это герой Умы? Его нужно в Мекке закопать рядом с асхабами. Шатовчан, или Давали Ишмори. Какого черта его везут в Чечню? В которой он вообще не жил, в которой он даже не родился. Это абсурд. Тем более этот пацан, по его идеологическим убеждениям, шайтан, с которым боролся путь имени Ахмата Хаджи. То есть путь имени Ахмата Хаджи, вот именно. Он был построен на борьбе с шайтанами. А это типичный шайтан, олицетворение шайтана, то есть человек, который представляет вот эту идеологию шайтанизма. Один из активных активистов вот этого движения. Его берут Еще героизируют. Название улиц ему дают эти же самые, которые против шайтана. Да, а потом хорошие русские ублюдки, которые здесь находятся, во всех вот этих Кавказ реалии, фекалии, вот во всех вот этих дырках здесь засели, они начинают говорить, видите, они Кадыров, там, Мадыров и чеченцы, вон там, они провели его, как героизировав какую-то вот эту палестинскую панихиду по нему, там его куда-то положили под это скандирование, там Аллах Акбар, его несли, потом его имя, улицу говорят все, что надо назвать, и его как героя там хоронят, вот этим занимаются. Все вот эти вот хорошие русские вот это начали трубить здесь. Юсуп Амирхан, Юсупов Амирхан, Кюгайдин, Висталифиш.
Алатина. По всем традициям чеченского народа, то, что он совершил, является подлостью и мерзостью. Килу, ямарту, вообще категорически, даже кровника безоружного никогда не убивали. Даже если этот кровник больной или он какие-то, не знаю, за здоровье у него проблемы, ждали, пока он полностью не выздоровеет. Без сопротивления, вообще сопротивление баулов, что ему давали такое же преимущество, которое кровник есть. Оружие, какое есть у кровника, тоже давали тому, кто должен понести ответственность. А тут, короче, нам хотят впихнуть какого-то вообще, не знаю, конченого ублюдка, который старика, учителя зарезал, не знаю, безоружного. Хотят сделать из этой гниды героя чуть-чуть. Да пошли вы нахрен все. Понимаете, со своим героизмом. Мы знаем, что такое героизм, мы знаем, кто герои и кто вообще подлые, мерзкие существа. Подмена понятия, через религиозную призму. Мы это никогда не признаем и не будем признавать. Его нужно было хоронить по всем канонам ислама рядом с Асхаб в Мекке. Вы конченые гниды, пытаетесь перед миром всех этих гнид нам кидаете, наших героев забираете, там ходите с изображением наших героев в Мекке. Но не герой умы, как Сосветлинская гнида говорит. Сосветлинская, у вас героев умы нету, и не было, и не будет. Знаешь почему? Потому что вы мерзкие, подлые трусы. У нас такого не было. В наших героев оставьте и своих сделайте, если у вас есть. Покажите нам. Вы хотели героизировать имама Шамиля. Сегодня мы знаем, что имам Шамиль была наложницей русского царя, которая жила в Калуге на царскую пенсию, в усадьбе, в резиденции. Понимаете? Имам Шамиль не имеет никакого отношения к Дагестану и дагестанцам. Имам Шамиль, судя по легенде, еще неизвестно, что это за легенда, как у Тузика Абдурахманова, которого якобы за бороду схватили, он в Европу, оказывается, из-за этого прибежал. Вот так же к нам прибежал вот этот имам Шамиль, который стал имамом Шамилем благодаря тому, что чеченцы сделали ему имя. Другой вопрос, что были дураки, короче, взяли, поставили вот этого чувака, всякие его идеологические вот эти приемы начали осуществлять над своим народом. Это другой вопрос. Но факт то, что этот человек, которого оттуда изгнали, по его легенде, приходит к нам, здесь из его имя делают ему имя. Потом итоги, короче, полностью после истребления там всего чеченского сопротивления и всего чеченского в целом, да, там национального, этот чувак сдается русским, уходит туда к ним, и возникает огромный вопрос, там сдался он или он отработал, и там в резиденции их проживает, находится в этом русском мире. И тут появляются какие-то дагестанцы, которые начинают гордиться каким-то имамом Шамилем. Алло, это вообще никакого отношения к Дагестану этот чел не имеет. Он, даже если был героем, то был героем царской охранки максимум. И если кто-то о нем хочет говорить, героизировать его или наоборот его герой, это как бы чеченская тема. Чеченцы сами должны разобраться, поставить его в ранг героя или в ранг агента, который был внедрен, да, тоже выяснить это. Но к дагестанцам это не с негативной стороны, не с позитивной, никакого отношения этот чел вообще не имеет. Как и те, кого они каких-то дагестанцев, которые воевали там на стороне чеченцев в нынешней войне, да, там, которых из Дагестана тоже на них облавы делали, стучали на них, там всякие вылазки, всякие уловки против них устраивали. То есть пройдет какое-то энное количество времени, и будут опять там наш какой-то Муханнад, наш какой-то
Магомед Магомедович Магомедов, там, это вообще не дагестанская тема. Алло. Точно так же и с имамом Шамилем. Это не дагестанская тема, не если он в негативном свете, не если он в позитивном свете. Но если сегодня в среде дагестанцев есть какие-то люди, которые гордятся именно той стороной, да, которая как бы преподносит Шамиля агентам царской охранки, и они гордятся за это, вот правильно как бы чеченцев подавил их сопротивление, нормально поработал якобы парень. Вот те дагестанцы, кто с этой стороны пытается этим гордиться, то как в хадисе передает Костекский, там коренными зубами, вот такой вот посыл для таких людей можно адресовать. Я извиняюсь, но как есть. Лев Толстой, Машо, Хибеш быстро. Юсупу выстрелил. Юсупов кемлейди, Машо. Шовист Халвар защиту. Абдуллаха и Шамиля. Шкурбла. И Халиф бо, и Нагоси, Осолумныш, Мадис, وصلهم شدويتش أسفزع إيه دوع متشعوز وصلهم شدويتش عديزة Свободе. Хажа Юсупов, Амирхан. Халиф, например, выстрел Халиф, это, о, что хочу. İmam Şamil az neysen düyen oldu şekilde tam وخشاف شو حلواتهم دول دين الدول سيد عجل أيوة يقيسوا شو خليف دعوال ودعويش دعوال خليف عاتية صابر ده خليف دعوة إنه خليف يستخل شوية صو يستخل خليف يكون أول شلاح ودعوة أروم просто هاي دقش دعوة وسيدك أيضا ما سويتش يقيلش حاجة إمام شامل سنقول مايرل يا سن حقيقة الخلاص سن مايرل يسنقع ده تو بداية الجدوق بولش قيتو إشتين دسوز داتس أسي جيرو يوسبو أمي هنا عدين سينس أيو سبو نو دينا الخلية بحاسون سن أسكني قشيش نا إمام شامل الله تذكروا رواية أرجومنت شيخ والد بردك تسيش وأرجومنت شو عقني جيش ويو زاسيدا كوكاس كنيجي شنيا وقهو أرجومنت يزونات أيش ما شرع دين صوت أيش يتشرع سبرتولين وزغلولاتيش ما سيت موت نوخشي موت داغستانسكي كوميكسكي أرابسكي توريتسكي شابل موت خوش حيقلوش زاكومنك أنت خلاقيز درون نزدات سدينا سو نو زدات سدينون سو просто так المسارة предатель هذا قوار دين وجي قدعوار دوسي خوي هم مسو предатель دي حال شي حال دون إيش دينا شابو سو زدات عبد الله دخن أخشوا عم يلو شيء أيو دنيا شو عاد نخشي وال قيدو دعيا خليازين قيدو سوتيل بيت سدين سؤال ديل أمير خان وراه يوسف أحسن شامل ويتش давай сначала закончим Шамилем, потом уже перейдем на кидовать садишь Абдуллаха. Сначала имам Шамиль, он по-твоему непосредственно воевал, что ли, впереди Алцавой? Басаев сын, там, Гилаев сын. وموني وال جانت من حويان واتي ونوخشي شو موني ويوال شو دي صبر سير داغستانский разбор شعو إيراني تين نختونين ران شحول صاروا أصلي بيتنو نوخشي وري цуца шелт иттен это вариант шитон. Если ты нам не веришь, то у нас есть хороший свидетель тогдашней войны. Его зовут Лев Толстой, и он там рассказывает, как твой имам Шамиль воевал, как он понтовался,
говорит сам сражение, чего герч и те его держите семеро бог, он это прямо описывает. То есть это был хитрый. حديثة описывает Боаза. حديثة строт хаис. Суволите камел дицна уже утверждение Шимаини. Имам Шамиль это человек, у которого было несколько жен, казна, охранники, и который всегда был спасая, ну, какие халил шу и впереди эскадрона турш дичан турх яки герздетти чули алхвац. Он 25 лет его берегли, его охрана и войско, и ночи. А вовсе он не сам там, героически, он шлилен адам датси. So nicht. Но даже если он двинул должен шах, он двинул должен Чикатило, короче, понимаешь, ходил, убивал детей, и целая советская система за ним гонялась, короче. Так можно любого бандита, пирата, можно сказать, он за ним целый английский флот гоняется, он двинул должен, короче. То есть отрицательный персонаж, он двинул, он может его себе в одно место засунуть. Точно так же имам Шамиль может, он двинул хиллях, хотя Лев Толстой нам об этом прямо говорит в книжке, что он худуинал хилла, какая там мразь была. Он может засунуть его в одно место. Массарсо предательно, предатель хируаль. Вот эта логика, это вообще, ну, первый класс. Самый главный мерзкий черта имам Шамиля. Он посылал людей как религиозный лидер, имам Муи. То есть он не сомневается в существовании рая для муджахедов, он не сомневается даже, не должен, имам Муи, он даже на секунду не должен сомневаться, что он попадет в рай. Это и он сам же этим, артиллерийские прикрытые и очень уридут их, что, короче, тахан рекламации сейчас, тахан сарах, короче, велик сразу же элсмани урушун бош, короче, им шуч, адмишчукисан тагуи, у него самого нету ни малейшего морального права. Хош массу бэй, там вага уанкалоги, ну я тут, короче, бейш питерский, вот что, даль, диошич хаз, короче, но это имам, якобы верующий человек. Он должен, это со стороны религии, дом, со стороны другой стороны, политической стороны хайча, тогда вот по тогдашним этим принятым стандартам руководитель, там царь валя, короче, я не знаю, герцог валя, князь валя, сдаться цадини, пусть его убьют в этой войне, но зато что тайна. Это считается, что противник пока еще, хотя он и оккупировал, но он не легализовал свое присутствие. Вот бьехому яхан легализовать, то есть, он должен был в атаке сдохнуть, масхадос, мацаитнаши, раскоши оккупации легализовать. Дудаешь, мацаитнаши, раскоши оккупации. Ни один из наших президентов не дал им шанса легализовать. Это главный руководитель воли этого всего народа. Подписи идут раскоши, кстати, угорнутых. А эта тварь сюлевская это сделала. Представьте, две вещи уже в копилку идут. $1 То есть эта сволочь, короче, с точки зрения ислама не сдохла, в рай не захотела. Рая нет. И плюс еще, я тебе уверяю на этот народ, пусть даже ночью к тому моменту его там духовиш, короче, оттолкнули, но он, короче, на глазах мира уже раскрученный, пиар-медиа-фигур Махалии, он взял и легализовал. Вот он взял и легализовал присутствие русских, как бы типа главный их не халят в глазах Европы, в глазах там всего мира остального, Турции, Дебух, кого угодно. То есть это невероятно нанесший нам действительно серьезный ущерб Тагуи. Никаким образом вахан само предательно. Да, что предательно? Охо изнасиловал, я тоже пойду изнасиловать. Охо хомлачин, я пойду. И эта логика, короче, у вас негров вешает. Она имаму Шамилю абсолютно не подходит. Если перейдем к твоему Абдуллаку. Ажа, Чикатило, Халабоа, Майра, Халадвена, Халаберди, Бер Хайзу, Худвена, имам Шамиль, там
كيف مهتك بوشون رنينيش خلصهم قيد وسنيك دا يازدين دوي مشامت شايل رنينيش سن ميشل يا بيرش صابر حيزي يا يا دعوة سوني أول تشيكا فايت تيلا فشمل تفهمي إمام شمل وتوا дальше вицер шуй. Имам Шамилина, по-моему, 5 раз или 6 раз шал тюха, стагит и слокнул в свое время Милори, да помнит, Уэйншсон, И суши которого ты сказал ослепить. которую ослепили, он там Да, башней да, выбрался из ямы чухая санцари ослепить, он цодит танцун бухты, яц, Урс, короче, Иран щитсон, что он там, Дагестане, какие-то раны, от того, что Иран, законный предатель Хильмек Шубок, это или рай Швейцар, и ислам предать, и чеченцев предать, и политически, и религиозно предать, яц. Не надо, не рассказывай нам. Дюнал должен автоматически. Чикатило, Дюнал имеется в виду, что это Дюнал должен мразь, он целой советской системы, он смел вот такие вещи делать, и он и долгое время избегал. Идут дюйцек. То есть это Дюнал садиста, негодяя, а вовсе не Дюнал этого. Точно такой же Дюнал у этого подлого имама. Владвалеш, Güter, Тейпан, Гуговош, Гобш, Ушон, единый Гобш. Губаш. Да, Губшу, идите, шалт, дуцун, цаиятун. Лев Николаевич Толстой, к своему этому несчастью, зафиксировал и лицемерию. То есть он этот момент очень четко рассказывает. Я сейчас найду его в интернете, и мы всем нашим зрителям его прочтем. Из Тесла цигара, хобух талга, шела, заседание хил. Иши кантуатура, это имам. Кантуатура, шалт и регватура, але цигара, чуха, винуши укса, чакта дальше, и казнаума, я таван, нусупо амерхан. А гуни бяхлио, хатадо. Гинеони мет. Сун гине тигаса, ерю, Тегин зон гуни, тегин зон. Гуни, ашхай ашусо. Сдаться давал. Не вообще гинеон. Вообще гинеоны. Крепостью Сдаться дина бо, дикдут сабо, суна, сдаться дали волцерол, тига латали волцерол. Нису сабо, сдаться дина. Но сдаться хун дина сан وقيت مقردو بو سونا. اي نقشي شعروا عدنين. صبرني خونت هو قيت مقردو ديزاين. Хукиет мегердо, он понял. Ой, сун признать, сун смело, сун двено признать, да мегердо боа. Вы хажош, вы обзывать, оскорблять, вы мегер, в каком бою он получил ранение швейцарясера? А яйца в каком бою? Мичалетой, ой, чуть не гавен, ой, винацунов, вешаю гвац, имам винацунов, ой, Дагестане, имам ватиз, Дагестанч, эхкен уиз. Особенно Кельмира, Беч, Халайц Вартанчен, за него там давала царская Россия деньги. Еще типа сдавать вагяч Барибов. И тоже сказки. Легенда, ши концерт, амана давил, ши около концерт, амана давил, войдол чведве, нушаль. И видимости, ши нюхи, кови сагвяхкан, хавьяну. Саму царь против там Лилина, вот царский дом и чукосвель, ведь Бог шел до оса и холценах скала яти, он как птица чукосвель буа, цахумацагульш приземлиться дин хавьян Бог, это сказки там давану, айш суметя и чукосвель бошел, ветка, сега чукосвель сак дин висервольш ят, бурка нюки харшел чукосвель бошел, метят. على خيط اجديس الكود خاون غاست بخاي بايو كويسين صار شويه جاي نسيغا ها غاست شغل وي سيغا تدش حطيك سواق وحاجه تشوف وصل مدي ويستخلت свободно нормально соблюдать дешь просто да حقه يستخلت حلت فيه هذا موضوع بالبيطلع не то что имам Шамиль Абдулlah هذا إمام شامل نقشش و خارج نبويش نقشش جاين سونغا دول بيانوجين إيماي روجين خارج نويز просто так خارج مواسي دوا تون روس جينيو روس تي تون بسيك عجان Собор, надо поправить.
пар Миллер глюх собда. Имам Шамиль Хаджан не дюнал, и религиозный лидер, то есть ислам дин Да, имам – это религиозный лидер. Да, Это религиозный именно лидер. религиозный. Царство, что он сальтош яшуй, снайпер уйбош, Хаджан ватси, мадикс, короче. И причем это было сделано так, что его как некий святой уйбош. То есть там было две причины. Во-первых, уже Вахар-Нахбуй, который ислам уже более распространен в горных местах, он слабее был, а Вахар уже был больше. И лоббировать. Слухай, им цел, цаа имам, цаа сага. Просто приютит винахтер, дюнало жуав. Слухай, мавати. Мягкела лоббировать дешвега и молить и телесон. То есть они его лоббировали как человека, знающего ислам, что он святой. И поэтому дал свой год ирду русский победить бе. Сонде лар вешу и кюшти уилан, короче, раскоши говорит, ой, дахваш хаваш, короче, никаких боях он не участвует. Это, не знаю, бред силой кобылы, что имам Шамиль там в атаке ходил с этими. Это наши командиры ходили в атаке, короче, начиная там с президентов. А это нигде никуда не ходил. Это религиозный лидер. Второе, он утверждал, он всех обманывал, рассказывая, что турецкие и османские империи связи щу, и через Чуборбу, и я как бы их не представитель. Он даже позиционировал себя как представитель халифата, который обещал, что вот скоро хочу и Османский империи. На это дартика, война бусур на войн, годы бош. Вот это шло через это. Потом все эти люди, которым эти турли он рассказывал, они в войне погибли, короче, а мы раз очутились в этом исламском ловушке. И с героем фальшивым имамом Шамилем. خزيت اسمع لازم اسيا شايت هو دوحر درجة هاوي يعني درجة واحد يشناخ بقى نبخك بخكن دوالو قيرت خون تخون يوش واتسا إمام واتسال تبخكشي شايت دير دقا والحوغة تاعن اوتي شوون يعني وقرا ولا داله حقوق عشيك اشتغلنا لنيق دوال اشتشيت اي انشون نان يا اخي تنسى جيم خلي بقى شنان على خاملوت الوقت شنان اري اجنين لا عكانت يزيد هذول قيرين اخت اي نقناني ولدي تو ارا عشيت اي انتق حقوق عشت باشت توه الاش يقدال هيوش انت سالك بوخ شما دوت شنين هيوش انت اي نق باشت توه عشيت بولا سالك دالاتي تنشد يهتي تنسو شنان أختي الشنا ديلير سغ شينان شد مو يتري ديلير أمر سغ خليرا ده أي خينته ناخ. Я нашел этот отрывок из этого Толстого про это, что интересно, еще идет прячу, ладуалиш, да? Семья Хаджи Сохашуй. Семья Хаджи Мурата вскоре после того, как он вышел к русским, была привезена в аул Ведено и содержалась там под стражей, ожидая решения Шамиля. Женщины, старуха Патимат и две жены Хаджи Мурата и их 5 малых детей жили под караулом в сакле сотенного Ибрагима Рашида. Сына же Хаджи Мурата, 18-летний юноша Юсуф, сидел в темнице, то есть в глубокой более саженной яме, вместе с 4 преступниками, ожидавшими так же, как и он, решения своей участи. Решение не выходило, потому что Шамиль был в отъезде. Он был в походе против русских. Внимание, иншаллах дуалиш. 6 января 1852 года Шамиль возвращался домой в Ведено после сражения с русскими, в котором, по мнению русских, был разбит и бежал в Ведено. По его же мнению и мнению его миридов, одержал победу и прогнал русских. В сражении этом, что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки и, выхватя шашку, пустил было свою лошадь прямо на русских, но сопутствующие ему мирвиды удержали его. 2 из них тут же подле Шамиля были убиты. То есть, держите меня, 7 бош, умшли ложь, подле гумхиллаироч. حاجة ريبليكش مية مدار حديثة هي ريبليكش دو أساسا Реплик شيء يزدي. Реплик شيء تاني شو. ديك دوتي قادوسك. إيش ريبليكش يرضعيش لا والله بلتت دي. دوت
Baltacado, Dional, aš priznat cado. Sana düğünal dersin, din düğünal, din sana oyun din sarış. Hudjeno helači, huinaču. Šili žamajer. Šili, hudin buj, šili, vaj veželi basti šili. Свободне. Halagli bukuş, Всех мало. halagli bukuş. Şeden Всех nam мало. kilcan. Всех малоца свободне. Шюле как амнеш дагестанский, амнеш вай тек эл кыргун датсиш. Кеш болчигаш, амничан вай тек имам шитан лукай тагай. Вэш бехбу тамел. Ветеран вистла машу. И подправить, дайтишь, сюлей будешь, сюлибат. Ты неправильно выражаешься. Még on dik hocs volt, érdu. Да, сюлей бониш, лейш бониш, хил. Táva állava ela, szüli lej ela. Сирия, Хабалин, да эти книжки Яша, как они Дербент захватили, Султя, захватите Жултя, 25 тысяч Хабалин, Сирия, Хаялин, Нониш, Арбой, второсортный Арбой. Темитер, да дуэл шо. Лёхукца, ветеран висталитеш машу. اللي ما شاء الله 39 год думается اخو القضايا حبيبي Со скалы чоквасвель. Бурка нюхи харчиш, со скалы чоквасвель вяну. С высоты пятиэтажного дома. ممكن شو موجو ينال ظلمات شون تقول شو نتوى مو بنت وما نقطة شو جنبال ميلبورن ветеран цажи мюх хилла хайтел во хин цазу خيش وشو تو متصل بنا تو بين تو اردو شو ناس تو بين بول تو شون قوش تو بين اولي اتون ايه بلش تاني بوش باتش جروش بات تو متصل بنا اس نقطة شو تو بس خل نيت تو تو بينك تو اس خل نيت دبلش يتشر داوانك تغيشر اس نقطة قوم اس غاش تو نيت بينك اس خلق ودوي تيري خل نيت دبلش داغستاني داوانا تو داوخ تو بنتوام بات ات اسرازو ات جودني بتسكلات داوخ اسرازو اكتيك وجت وزدات دين ات خلق نيت بوي نوخشي دبلش تو وزدات دينك ات خلق وزدات دي اشتوام بينا شيء كي دبل نيت شو هو ات توك وزدات دينك ветеран. يخلق نيت دبلت يلا اذا Да, че хвала, це інтересний, фрагмент, конечно, що ми имаем. Не, суна, это я сега хугвасун. Это вот вам бин альцегасу خلق وبين بوت وام تغيشر وام بين خلق خلق ما ده زيخلق نوقتي كما دوتك تغيشر زيخلق نوقتي قوم لين نوقتي قوم لين وام بيزم نوقتي يرتش ياغواش هرم تملو اول حاله ولا وهرم لري ياش ومادو ادو يرتشكا اش دولدم بوي شمال لومش تملو لياش سالياش تغيشر خلق ولين بو يتوام يخلق نيت دعم بولي هوندالش سبستوي مبات نيتش يخلق نيت دابلش يتيغا داوانك نوقتشور الدغستاني وهو يشواتر اتشوا والج ات نوقتشوق يا هو يشور الدغستاني وهو يشور لا تيتسون هوندالش يخلق دوي خلق دي تان حلقه دوي تان حلقه ات نوقتش حلقه داو هو يشواتر هوندالش اتشوا ساتاسوش نوقتش حيزا بيش باي ابو شال يلما ويش زكونش كل بالو يتش اكو داو هو يشواتر شات وان بين بالخلق واكو سنتاتش اتشوا وليح تان سيل خير وريتون فيجور ابسوش دات يشكرياتر إذا نوقتي نيت دابل شو هان دي هول ديستلش ветеран هوكو حديث رعا تشيدواش ايتان تسلا هوكو حديث رعا نوقتش بريدواتياش دومات زغلا داو انا بريداس دينق توشا يبا هوكو نوخشي سبوز نوخشي سيلي اسماسكي خليفات غادي يدبانو الاسماسكي خليفات تسقيسن شكون يزي اس دوك نيغشي اشنا
Ну, аж дивится, сумун вообще Да хаздат. вуаля, а книги Давайте я можно, прочитаю Буратино книгу можно мою прочитать, хел скажешь. момент. Давайте прочитаем. Ажал, Хаджи Мураттик, ант в яму посадить, нахилла. Хаджи Мураттик, хавол бош момент, короче, и так. Он кант حقيقة شاملين حلقة حوالي ну из ямы حلقة ряхкан. Короче, оказывается, он занимался раской швилоштик, да, и в заложнике 7 мишлюч, уж больше обош, короче. То есть, короче, дюнал должен. Крутой просто такой боец. Юсуф не разделял чувств отца к Шамилю. Он не знал всего прошедшего или знал, но не пережил его, не понимал, зачем отец его так упорно враждует с Шамилем. Ему, желавшему только одного продолжения той легкой разгульной жизни, какую он, сын Наиба, вел в Хунзахе, казалось совершенно ненужным враждовать с Шамилем. Отпор и противоречие отцу он особенно восхищался Шамилем и питал к нему распространенное в горах восторженное поклонение. Он теперь с особенным чувством трепетного благоговения к имаму вошел в Кунатскую и, остановившись у двери, встретился с упорным сощуренным взглядом Шамиля. Он постоял несколько времени, потом подошел к Шамилю и поцеловал его большую, с длинными пальцами белую руку. Святой Тагушуни, как же поцеловать теж у них, понимаете? Вот святой он шел. Святому человеку Аллах даст победа. Са Ишун и Уолцунах. Комментарий Ишун, мои богши. Ты сын Хаджи Мурата? Спросил имам. Да, имам. Ты знаешь, что он сделал? Знаю, имам, и жалею об этом. Умеешь писать? Я готовился быть муллой. Так напиши отцу, что если он выйдет назад ко мне теперь, до Байрама, я прощу его, и все будет по-старому. Если же нет, он останется у русских, то Шамиль грозно нахмурился. Я отдам твою бабку, твою мать по аулам, а тебе отрублю голову. Кушдышин? Хар так дюйналду шнах и шхольшон, и там хольшон за правое дело борциш бой, у них бывает некая совесть. А тут человек говорит, что я дам, твою бабушку и мать будут насиловать по аулам, а тебе отрублю голову. Толстой, вот, цитировать вешор. Толстой, ше не лезем его, поэмаш расскажешь, ше вал гергох, ше дохковел, ше динер пал будет, да, ше бел без бинер пал будет, да, حقق قيادة بوصل بنت إلات بوصل بلر شابوش ويلو Толстой мовис Толстой тут ни при чем. В чем проблема? Он прожил там это время, а сейчас Богдан Гушта, что Тилат вообще, он в этом прожил. Еще Аудухла, Тилат вообще варианты отцу. И что, да, уперто, да, ты отдавует чует. Вот раз, Что упертый вас, просто аж продюсер дошло, жгушду, уперто тут ни при чем. Глупые факты вы приводите. Какие глупые факты? Да, он с 10 дней я хулилин, харайонцу. Да, садинчум, да, шне, по возможности, тебе бусал бин лилин. Дайте прочесть дальше. Лехак, дайте мне дальше прочесть, дальше интересно. Ни один мускул не дрогнул на лице Юсуфа. Он наклонился в знак того, что понял слова Шамиля. Напиши так и отдай моему посланнику. Шамиль замолчал и долго смотрел на Юсуфа. Напиши, что я пожалел тебя и не убью, а выколю глаза, как я делаю всем изменникам. Иди. Дабахар, это, видимо, его фича. Вот губщина, бяхницу выколоть, мобильницу, барикш. Это его такая, видимо, Тесла. Да, это вага, берши, كانت بعرف بوخ да, отцова. Ну, сначала кошку бахкарбу элчу, потом пожалею, только глаза выколю, а хабабки, ханани, короче, по аулам пустить, Илюша, то есть изнасиловать. И да, учи Марсеги и царский военный Саадулла Гихинский, что этнисвел, латер, ну, твамбар не сдельче. أطلع ريزوش مخل إمام شمل كوارت هون سبين عشيت أتي منسجي بوش
головой махка хлател хоку саду свевин адвитани он просто погоны снял с него вины хайче. А имам шамил чо резу чхлаба ахкварт он сабен чин бос. Ста таманяк сихум шхила меццин. Тесла хакана издаться дарцо дат игры изиро тaqarun дохайшон. Хакай пут уин табыч бол. Цара Я шейдул, я тиболча масана и дать и путь гойч. Сопротивляться нельзя, надо сдаваться. Цундрез бацов, кацама дацига. Обычно вы чеченизировать не сюли бац, который себя вскрывает это, цанч о языке имам шами. То есть ногти шиньян особо. Он совет шун имам совет харса мадахиш сдаться не издина цабо. Ваюха шейник дуисака. Моцабо, иц бог шмао, сдаться. Сдаться дина сайрей вот цабо. Цабо сун. Без вусай цабо, вот и на бо сдаться. Пить цабо, постоянно бог он, память я юян. Таиц бог шмао, ты говорил. Сдаума цахил, сдаться динер, то ша предавать вич. Сдаум датер, то сдаться дин мабара. Охар сдаться дина бо, сумин цабо, но сайрей вот цабо, сдаться дин вал везер бо, латалет. Харса мадахиш делдыш мадахиш. Фабазайш. Итна летта мават, вала. Эй, имам دكتور لفت 10 لفت ما ديزيش دعدوليش ما ديزيش ما داغش استك بيت باش ما واقيش لفت مو لفت حاجيتا سون مثال يتي تعال متى امام شمل استوان بيش حاجيتا جمريح دو يوز لتخينا انت في اداني انت خانسكي وستاني предводитель Рез Махмуд летخينا عديون загадочно, непонятно до сих пор, скорее всего, сдастся на ходу сега. И самет кюи зурзукети, самет кюи хайза ванчхана, эмклоте мирш бячхана, эмклхлет хруи хайлат метняти. Да, Вы учтите, что от Хайна не было. Вы учтите, что от Хайна не было авиации и самолетов, там дальнобойной артиллерии, ракет. То есть он мог не участвовать вообще от слова, совсем не подвергать себя в риску. Холта штаб разбомбит, и нинцол генералы рисковать, что ему могут самолеты прилететь, ракеты могут прилететь. Суртик, а с фотографией в те времена он был, в общем-то, в относительной безопасности. И Калуга мухи аш вахусиш, Калуга финхи архусиш. Нет, а мет сурте аусиш, увеличить, да, гайтай, сурт, амадахиш, сурт агайта. Лех чулшен, сурт гайта, ел табой, ваш гайта, сурт. Хар бак ол шамил. Аусиш, рушуни, шамил. Хар каравагли, гимри, каравагли хиллигу. А ваш уже гимри, караван, гайсайнегу, агент. Düğünül doluş. Düğünül miçe ajasin guş varsoni. Sa düğünül dur suna sa gün ta kuona gün suna. Сам тот дезер я шо ногчиш. Сон са документ кердер сан арбочу делерсиди. Эрданер историк говорит, это Цайовсон, это 93 год Думятсон. Так и назывался документ из английского архива «Правила управления чеченским народом». По-моему, при генерале Тутлебин, да, боюсь ошибиться, архив Яггаса, подвал, далачин, даже документ Бобнишка, это архив Яггаса. Вот правила управления чеченским народом. Не над одним народом так не работал царский режим, имперский режим, как над нами. Именно вот отдельным таким вот параграфом проходило правила управления чеченским народом. И что вы думаете, Вежери? Там были ссылки на советы этого Самуила Шамиля, на советы, как покорить чеченский народ, когда он уже находился в Калуге, Мухайчин. Просто цитаты я вам скажу. У него спрашивают, ну, что-то Антар, Муда и Даряч, что сега. Вот. Ну, что там, что Иштарву даст, Бухирал, Гурбас, Сибирию и каторги, их вы не исправите. Единственное, что вы делаете, Бог, ажал он же дин, всего слов да я исторический документ.
аж санюк, а болгар был, нах белармя болш был, на халю, все квартош дош. Юж чувача 6 и квартош, это и двух. Выставляйте эти головы Бог. И не позволяйте, чтобы их погребли. Ну, к чему? Даду Аллах, Бог молодца, вот это психологически будет воздействовать на них. Так, у Адам Хиллаис, Буср был умудой, и Хегат я шел таги. А у Элеша, Ас яздин дать, вай яздин дать, подшазамыч, яздин, и ссылаясь на это. И дальше он подсказывает, как пробиться, особенно в Ичкерию, как вырубать леса, какие просеки рубить, какими путями, да, он рисует карты и так далее. А же благоденствуя, находясь там, ежемесячно по 5000 хаевич. И какое богатство он вывез оттуда. Какое богатство вывез оттуда. И вот внучка, первый он березами чахат, а журнал Шундеза Аскарадин Чукусу души ее письмо печатал в журнале, обращение к Ельцину написала внучка имама Шамиля Кентио, которая вышла замуж в Европу, вышла замуж за француза, арабского дворянина, приняла христианство лет 80 должен решенность. И она пишет и говорит, правильно вы начали войну по чеченцам, это подлый, вероломный народ. Мой отец со слов отца, то есть Шамиля, говорил, цул подлый кам дац, ишбей без киру бежишь, это непокорный, злобный, вероломный народ Божий. Обращение к Ельцину, она это сделала, эта женщина. Шумла, если вы не верите, я найду в интернете, вброшу в нашу группу. Потомственного цабиш, хабошн, хабяхка, нахбоиш, да, шей орми, ажин. Шей орм ценцелертер. Цуна хазнаме я гячажо. Это туркуешнюк, а 100% есть ожиптиц и долж, есть юлиц и долж, пешхайгушин сега, который эту тему закручивает, вы понижать тоже. Резонанс, ей еще хазнехсон. Я связался с представителем общественной палаты, он голосовой, я это раз всегда, мы встретимся, обсудим тоже этот вопрос. Да, мула. Вы цебичи бол, хабир был, тана. Кар урен поколением жоптал диштат, социальный хегар дешватшун, девель ждагмада это ждует, социально кому-то что-то навязывает, хегар дешватшун. А ночью, когда дождь ларуди, что обязательно по-своему интерпретирует. Ще доглощак, бол, скайматься, бол, что сами, сейдало, что все было, что и не сегодня. Ваци Юсупу. Нохчи мат бючвари. И мегион. Слушай, Мичер, есть, я втором клик, мулис хайл, есть. Аз наш гойта рюшн бага. Не, ага, стидой Кавказ, баз дамогу, из еша книги, ага. Дельсамеги, нохши мел разные бухаем, нохши худим, все. Последний инстанции. Босс, худим, проще, хая лор, хахот, хая душн бо, Мичер ешный. Хая бо. تعال إتاك هودش عينا كلوجا تعال إسلوك تسلوش كاك تشين سمي بوش شاعت عليه لينك أتشوت شيء تعال عين موية أو تعال هودش عينا شو هذا كلوجا هودش عين بيان يناليوش بابيشرام وين سخا سون بيان ليوش تجينا يشنا يا هذا هونا سخا يا تعال ذات ديناسو ذات كلوجا تنتينو دون كلوجا شو عين دونيسلو شو بيانين أبو بيانش تعديتن حقي كورت بو أليني كورت بو كورت وشو سمودوس كورت دويسن وتعشر بيانين هوديش بو إمامي شو هودي ده دين سير دايما موي سير واخوين موي سو بقى ما بقى سون بيانيني حقي كورتي هذه Да не в пианине дело, Соборняха, здесь не в пианине дело. Шухабяхкам был, до цери Холцена и Эпсери Холцена институтчан, назовем их институтами, типа Суворовское училище. Шухабяхкам чхена, то моба без, цанон рекомендации дает, худо диез, мода диез бош. Из-за Дольшмаду в архивах, посмотри, там есть он.
расписано все Их там, что это будет без архивах, где мог быть это? без Хаялиш, название Хаялиш, России, мечта в архив. России, в архивах, и он. Россия архиваш. Давай, Россия архиваш. Духлик я извин. Да, он ездит, и архив, что он мекшат, он ده ميال أمبي ديك سنشون. خاصون الإستوريا أيضا على الأرخيف حاجة أمبيو نوالا سون تشبوي حاجة تون بينا جزايا بوخر كاسما ديميانسكا يا سوبر ليجندا شو سوبر يسكاسكش سار بدومة تنجيلا زيرتي وشو أشوي إمام شبيرز بنت وان بيتا مش هتون بينا آلاسو ميديون راديانر وي دا تون دوليش شكل إمام شميلو نحتي شو داغستانات وان بينوي وديش ما ديتيش دا دوليش ده Казиоцу бинт он бат, чаки الجزيمة юйту гойт, قمد это все ويفتك стирает. إزون تنشقي هو الجزيمة قمد خيون تخن عجل ويفتك وي إزون دويش دو Чаки دنيا شا بيدا دويش وي لقتن. وي بروستدين دي نوالا وي دويش حديث لا شميل إمام شميل والا تامي بيبول توديش خيل طول عالقويك هوديش خيل إمام شميل سداستيش خينا شيساتم قدو تشوتا دالتي سولتا مراد بينوسكي بيسن гурс беновский саншера герктуан бена 1877 году и берш халқи белбол темлоши алибек алдамов саншера герктуан бена имам шамил سيلش سيتا إزديتا سيلش بس هو ديربين تايختم شين ديربين تيتيكش до Дагестан заселять беш хабалы бен Сирию метки маютига обозначены вот цер шеш до арбош хайокшен дирбен тега до Дагестан тега хайокшен тега описано дон шеш мел худеш мел крепость войны мел нах бойни тега все описано пармати йондиш почитай цер шеш один дон тега тега и до и силой аварцы сколько пришли там حبة تيجا رسلات ما بيني تيجا حبالن تريتي سورتنا عربوي إيش تيت يعلو ما يوير شميل تيت يعلو يون ده شيء شيء شيشة يالش يالو ميك شايل يسليرش ما بويش إنت كيتو وإنت تقيت تقيت رولش وات إنت نسيلوت بير مارو بيبور سبرتيولاس ديتشر صدين شيء سي زودري دابكش ليل ما بويش تيجا خويشن أني там командовали ими. Платили, да, мел платили, я звенел тебя. Памяти, до ши книги он арбош, сейчас описывать, как захватывали, как убивали, как насиловали, как детей делили, сколько налогов они платили, бог. Вой дочь хатака, что я арбош, хататияса боли таныш. Тундер бон, сию лей уоршнон, тундер царях. Герой Ола, ака итаат амза бенеба лабочтан гаск шбух кабел сюли буй тем более шей дюжени имама шемели амелек им хуер махач увери الله خيال وبشي ديبوتات دوما خل يحكي لهم شسار ديجيني ايه نرتجع اي جيرو يبو سولي بو جيرو ميتش اخلو سولي ما كاخلو نوختي ما كاخلو توان بين جيرو شنو جيرو وينش ملشبو سناخ وين مويت توان بين وين موي شاخل مواتي تو شال تايا كان جات توان بين خل مواتي شنو جيرو ويندو مش ملشبو سولي نوختي بو плюс от самых Кавказских войнах, Чечни и Дагестана, هنا гар тасуиле утига, خيط مسيت تاكن سموبو, هن سوقت ами хата, مسيت суиле вархтига, хишвай долчта. Это здесь, причем здесь вообще еще приписать. Санзак, а сюлючин оправданно, что я вообще гват. И новче махтам быть so, и харсан новче вон, ажла. Недельный, чтобы Аллах принял и чтобы простил нам все наши грехи. Мухаммад Расул преувеличил мои качества. Я в Дагестан не приехал в гости, я дагестанец. Я приехал к себе домой. Я в Дагестане родился. Я в Дагестане жил, я и сейчас душой и телом, хотя я нахожусь там, но моя душа, моя любовь, моя близость с дагестанскими братьями. Я вас очень люблю, я вас очень уважаю. Это не на словах, мои друзья, которые меня близко знают, это знают.
Если мы не будем любить друг друга, если мы не будем уважать друг друга, уважаемые братья, 80 лет شو عشبون وأردان شو حدك نقطة إنه جداسة هيك عشبون خاصة يرتوف Ne братья шбуй Očacu je Elč olog boral ين وزغش كريشان. ده تسمعوني شيء تنتي حاجة هذا يون من ورد شوية إمام شمل سن بيتوخ يون هذا هذا إيش شرع بوسا وبدين حياخيون النوفشن يبدو لك إنذر موفت الأحتنون إذا هذا موت بيتوخ وسيرات إمام شمل موت إنسوت دولق ويا إذا ما يسول ما إذا يسول حكري فيجي بات بوخ بات ميشريوت هاي نوفتي شو هنا يات قوة عليهم هيتا أربيد عجوا قوة عليهم سوني هاي إنسان نوفتي شو عليك فعلا حاجة تاعوا أستاش بأستاش خليتها أستاش مش ديش مداتي ساعة مش ما عابش تنقول لا تعيش بيد عجوا فسيلي Ямарт, кило, нахуй вот он. Школа за момент Дагестан, школа учебник шмайри, история Дагестана. Так если за момент чего-то крыльцен, он мог перепрыгнуть через человека, короче, тех клуш хилла бог, так ой лишь арт, ой ерм та тигр ма хилла бог. Оказывается, агент хилла кироварит, у него ай вошлело хилла. Raja consort taram tema wa mo consort tegal. إتأموا على لق إتيانت أوش الخان صار تجمع ديونا بيرو إمام يموي سير ديون أنت في أدان سير وستاني نولي خانس ديون سير غيز محمد ليش خينا ها جوبين إتا بريجوكين كلا هذا الأول شو تير إشتا أدين سميترو إتا يجوبين يولي غاز كإسكر شتكي شتولو ل تيمال إشتا يوك بريجوكي إيش tipo gente está sportivne jo Qiyirvelch. Dozo kete qiyirvelch tema moala. Qiyir ne çoğulmuş. gente jo sportu prigum hilal dui doga sportivin win sway gimrah dion so sportis da dui it atish mawadi hundash gobin gobu وش بيك بين هذا ايش تبريجوك كنا ايش سبولكي اشتغل قليتيت ايش 200 مترو ياتي да 11 метров прыжок и так 11 ياتي пятиэтажный дом мютига да это прыжок на то да انت что хвастаешь спортивный хилуариш это он дедалош хилхе дотен спортивный Имшейник голхан, давахитан хир варсар, ишти ихумайл. Вагайтану специально давал там прыгнуть кожу лаваган бош что за геройский прыжок бурку завернул один чукос сел квартал эти раски салты чу насквозь штык чек нёл акад да штык чекал штыкел швона это вал татуш еще كنت я болаться баш كنت قيرابل دوي ну видно что я зим пич гуш буш баз бабиш баба هو تلش أنا سرش شوتم جن وليش ما يتم ناخ بوي دبا شوش جروي وي هو تلش شوش سنت يا أخي تندوك أمس بينا سان جروي شيء جروي سنت يا أخي تنشي سولي محكي تن ولا سنت يا أخي تنشي أشتو أم بين بلد شان نقشي تسبب شيء جروي تا شيء جروي خد سنت يا أخي تنتو أم هو تسبين شيء جروي يا أخي ها شو تيحر مدللي سنت يو نقشي نت طبعا شو يوت يا ما تخيتن شو تا إير ولا ما وات شو سنت يا أخي دير وات تا أي تان جروي يبقى خل ده через 100 с чем-то 200 лет герой يبقى герой сбуй ветеран цан لا إيش герой خلا ديش دوسان ذات دين والتقوي نوشي قام هولك دين اسم سجا هدو خايم образ героизировать тانил ситуация движение шьё тан есть движение шемин есть но создается движение и адам управляет и акхалха шей нах дахит и вот это толпой они управляют и хуй махат шоу хуй сабиохум депутат вообще сам якшо сабиохум вот это он возглавлял допустим движение шемиля
نوي بيخب وات إناخ بات إيش أبدينات بيش يدويجين ياش تلباش ياش يوت إيش إناخي أبروليات يوت سبيتيال كنترولي روت مثلا تعلومات يا أبدينات بيش سو تعليات يا جوش تو بيش بوا تعلومات يا لو بيو طلع سامر سيقش بيش بو الله يمشي توم سوسن بايكر خلا يختي كاكت دول ja, dus rozrodden controle hem zo gewoon zeggen hoe die doet zeggen. Zo'n deel is controle doet. Dus je niet schemmel ja, kul kini kul. Wat ja, en half wel nach zeer omschu. Zaak maar dat. Gas controle. Dus wat het is, zijn is zo dat is dan ja, zit nog iets wat is de wel met ja, is nog iets wat din al controle doet ja, nog iets wel. Man is kul, het is wel الاول. operating شباب وكيتش شباب ما يمانش بيش بيش بابو controle. شنو زي مليون كونتري مليون الاغور يمش كل اكوا صار فيجن يقول قناع صار بارتي يقول قناع كي بارتي يقول واش بارتي كوا تون حلقه يعني كثير يقول فيجن يقول هو قناع توبن حلقه يقول زوكري توب ولا زوكري توب حلقه ولا كثير ايش مليون يمش سز دوات ياش مليون نخشي داغيت يقولوا شات تاتك بس دي ماني واتش تمشتير وده مليون مت يا زد استو تعيل نقول يعني مليون country اللي مشكلة كيو ما داتي دالشي قاعد بيدوي دالشي قاعد بيستوي Da bilo važno veterano, minimum diro, maša da Свободные ветераны, машалу, ксерикс, да, ветеран по почте. И ваш воркинс, вожата, герой лучшего диккант лэнс, сон дик качество. Нохча лицандус, луэ, кило, ямартло. Инсохно, герой, вия. Lev Tolstoy kanca dohkovel, iman čuvien, kajete išskalvolarše, ipalce Iman čuavol, šole, čutev en iman čuavol, šivitan, Saha polna sārske oficēri kontrolировать все писатель, но солдат, kajete dohkovel, šoše, уже лерui, kajete, так dohkovel. Tobdina. Tevitens, vūkona, gерой, via, nохчи, kilo, ямартло, dajelno. Vūkona, gерой, vieru asa, de, oznai bi, o šemilan sen istalija, vusanak vasti de, cigar velu. Una, sana ješni, hađimu ledi, pisatelj, ješta istorija. Hajdaiš pire da vati, hadi ja kažem. خليف يوسفو إنتان بوتين شهادة دارين بصوب دنتية ساعة سنكم على إشياء بصوب نرياتي يوبتيا نوش İşariatski, saqel xeliusik suntaxa işariatski, zakonş. Xeliu de dinçun, hum xeliu de. شريعتك زكون بوتنس بوزل دنتية تحطوا عين بوقبو هم يتعسن الخليف إن قلب والله ما قام مش عارف شوف الله سون خاص Ya val xalif dastam hum nashsadvish dawal ofshur hay qamil da tsal. أشكرهم ويقال ديل ورا تدويت أصلا كان شريعة دويت القلب والله وقت ما قامش سو بوقبو شاد ياتش دتش ياتش هاي مش استحياقة وعطى الله يخلع عوي شوف شريعة ولقيت يمشي حياة هو شريعة دويتش ما هو نوقع تاني شريعة ما دون دويتش تك إذا إدرهم ستيا مي يوقنوا جرو يسوي ha więc masu meta demokratizироваться да был имаем швец имаем شي خزر جهة دقيق بول تايب مجاهد شي ساترز أرويتي سلفي شي يغيلك وينوخشي عادة يحق نوخشي دوش غيل لقل بوشترغ ناهن تقعد صحيجر ناس كور اليولش تخيلر غيل تاتر تات
لي إلي دوش ويتقام مصر الغوش لي إلي وينوك أتقاه المداس لي إلي غلقش لي غلقش وينوك أخيل داس ويشادش دو إيل وينوك أها ديمقراطي بوش دول دوش دوي وينوك وين حيغ يش دوش نوخشوال حيغ أخيل شاني إدوش ديمقراطي بوش درجة وينوك أها دائما خيل دوشن ونالشي وين مصير تعتير بقون شولش خيل دوي شاورك إيل خيل وين إيل سن إيدوك وين ويتعان ليخل وات ويتعان ثاني ليخل داس وين إن شاء الله ويتيخدو إذا وين مصير تعبقون شولش خيل دوي ليرمي ماخوان هرم حلا وها ديمقراط إسباكون ويكوف ديمقراط لشة بوش طوو شو Брат, пуч почекнут байтавы, когда доля ажа баса, пуч чу, цахин хомуалу, со обычное прихожане, ну, очень богош разно, он мален дикха, он сумел нис, вала нахс, глаца дую давал малу, дуцер мадец, оле, авторитету, социалات ماجدك شو من أزواتنك شو أشخده لو centrale ماجدك على ده توقع إيش مدوع شو كان كلميرة بياتش أشحارشة ودعوة أنا واقف سؤال كرويتش بس هو بوتش شو قانيرهم خيته تعتير دات دروي это зато до ночи будет зато ночи орна маршу эти мнения хала и шул дела тиеш ла цала тиеш бауло буддист хала христиан хала бусал хала шул ночи это шиелу кал ночи бою марш но цалосон маршу это حدا ايضا بو он царский он обычно Россия мег он Турция мег он фатфада عرب اشتغلوا باقي سجلوا باقي мег это بس هو تعتقد حمال وحافظت كل صوبش من أزواجك كأكسو شوش لرجش واقين عيد تورنش خلاص ده أرى العور يزيد شو أقول عنكر خاتم это تسع واتسوش هون زربلات ده هم ولا это من فرنسا ولا حي شو عايزين عيد شو شو أرى رأيك دي شو ميتشنا ويتعتقد هون ميتش دعوة شيء هون جرزنش وشنوش نقول اللي بقاش له это شو فينانسيرون ويتع مو دات دير ويتع اش صع خلصة دوتنا برات اش دويقطها صع تانكي بارتيش وجموك سندير وطونو عرزن غلاس ياش لك حو بسان يعني هناخش لا حاس حق بلوات هاتنا واخي ان تانتي عانو دنا بو قزي وشي شو تعوي بوش يتو هو خا ما تي على افيتالنش مدر حتى عيبو كود زيلون يشن بو شو نو هو ارى دتق واتس بسان يتو هو عن وقع لدوش أيضا ذو شاهنس وديمقراطي واش بنك داخل كيف يروبو شاتر شو انت قيال شايت شعال ما بش ديمقراطي يشير دعوة يخط يوروبي خوشن حشرات دي شو بس عنوخشل دي شوات على بش تاع ادمال ديمقراطي عيتي شاتا حبوسل بوي حبوسل دين دي تاع اذا شات دي نوخشل عتي او نوخشل انت دي دون بارك الله دقوا وش ديمقراط هو هذا يوجه ليش يوجهون هنت هنت تا مو олар тунах та дайволел короче и вот это та цепочки та демократич эфире был Бре, молно гезон, демократ, штук бусу гата, хем бусу полный. вож лички что дате са ну вож демократ إبراهيم لازر Har отец ширикатской демократии, который нашел золотую середину между однополыми браками и шариатской демократией. геч дела Эти терминологии, которые сегодня опять запускает ФСБ относительно чеченцев, джихад, газоват, незаконные формирования, половые командиры. Джихад, газоват, половые командиры. Это все осталось в прошлом. Сегодня фактор деоккупации Чеченской Республики не имеет ничего общего с какими-то религиозными терминологиями. Не имеет ничего общего с какими-то религиозными терминологиями. Да, мы безусловно
деоккупируем нашу страну, мы освободим нашу страну, и мы восстановим конституционные законы и власти. И мы восстановим конституционные законы и власти на территории ныне оккупированной Чеченской республики Ичкерия. Аларес Хилшин, Хокнахам, законный демократ, Биш. Да, полностью демократизация, ючукое общество. Аларес Хилшин, Эти Багдади власть, и Багдади вин сахалары. إذا قديما شوار ما ديمقراطي بوش. Sabune şeriat diye bunlar diye bu FSB narrativ şu sabah ki boştuk. إذا أخشر ليش قوات صار بشيء أنت فلوي كمان دير شملش بو فلوي إيش это гладом живо подверец. Половой, да, еще однополый наш будет, будет. да, золотой середина, видите? Между однополыми браками и кое-что модится, нинзи. Ну, да. Однополый брак, Ваша полностью демократизация, куда потом 13 апостолов вырвешься на Швеция, тебя ушах. Неизвестно. Да, 13X, короче. 13 половых командиров. 13X будет, то 13X هو короче هنشوت التكفير отменить نبغى. Это? Ибрахим. Соблюдаешь и такфир уже больше 20. И такфир отменит еще на нас вот я хочу серьезно хочу. Да, догдошен парад суверенитета поштахом да, долго и Советский Союз. Чисто парад демократов даю ли ламнавцы. Иншалла. Auch как это Nachher noch Schluss, Bande Sasa, auch чуют. Аштеляц, низамц, Закаев, Дакастан был светский демократ, это еще Уди был, вот. Я рэч почалка. Как понять этот низам, это шариатское государство, где такие будут рубить бошки. Чеченское государство никогда никому не рубило бошки. А демократы, атеисты, как только мы вернем себе свою землю, они просто испарятся, их просто не будет в природе. Сейчас они появились, эти отщепенцы, потому что Европа им дает такую возможность. Вот это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном демократическом государстве. Вот это моя боль. Это то, что я хочу, чтобы в будущем чеченский народ жил реально, в свободном демократическом государстве. Voy a la playa, había subido la marea. Да, yok замены, юшон. Испаряющийся демократ, нашло. Изурет, هتحر زمان شو شفت دور. والله Очередной такие ютьюб ящик. Чет еша шейхом. Чтобы штук есть нет. такие макары. Ошюка бы, что и наешь мои. Просто. Чё?
Чего по сути, что в угом душу. А как бы смешно до того, до невозможности. Просто долдуне дело что. Humduyuz, но по факту и что وين جو أفترض دايوق شبوكش قنوة حباتي شروات تان عرش على هاي تتع بيجيو не то, что ты поебот суммадуез. Нам придется от этого просто отмазываться лет 50. Не. Нах расстреливать бурбо, и войн ты чужие могу, что... Даже еще шариатские, джихадистские позиции считали, я чпешку, цера исчезается до церкви. Ну, зием дуешь, хилархах, цнолка будешь, это понятно. Ну, шашлак еще позиции шуи, то есть они показывают, что дайса таишь, что ну мандяш, шабош, да? И из-за что общественное показатели дуешь. Горш ферхинс лилога и что нахислуш, хакислуш, то есть это показывает, что вообще до того, как бы, что общество вот это, оно до того, без каких-либо ценностей, без каких-либо, я не знаю, своих нравственных, моральных каких-то. Нахят, дот, алан нахят. Ну да, ишти хылксунах. قلت عشي قلت يا سعد شو دوا شوارت مبوش ساندين عشرة توق دين ديمقراط خرين بينوش كل زام لاحا رسي يوها يوانا مثلا باستون وكل بچ عقول شلاحا سوت ادياتش هر اوشر دو الا صحيوتسون هر دونا شير دل الا تاع يستر داخن استوريا بولكشت دونا تي حاج واحد المجردو يقوس سنه شي قلت شوغل شو بيش طريقه مجردو هنا تاع دزل سيله لدات. То есть мы демократы. То есть мы и пример вот цавой кит стукашт олш нахбоц нагats гергер боцалилда нахбоц нагats доулило дер. То есть, ну, грубый пример есть, да, к примеру, хуба доулило шел астега, чуна принцип шутун инах баланс, да, то есть ты знаешь, что им можно, что им не можно, то, что от них ожидать, то, что от них не ожидать. Санахаш твой, шуман хорстайо, шуман удир, да, та принцип шел, что нах будешь. А нах будешь, что ты не знаешь, что от них ожидать. То есть это уже все там непонятно, труба исполнена. И вот это идеологические вот эти внедренные разные течения, вот эти, которые русский мир посеял в нашей среде, они из нашего сила до ночи омах его превращают вот в такое вот, как бы помягче это назвать. Добре. Не знаю, сейчас оценку, вот он и то, как бы не виляющий, короче, умно, что из длинноходих, вот умно. Droga, pedagog, polsja, polodagog, и вот так. Horch свой грейтен был нах бат хокунов один отличается беш бо шуко иш бутарас он ара мор шариат даватош. Цель, иншаллах, это и есть цель, значит, построить исламское государство, потому что это только спасет нас. Наша конституция это Коран. Противникам введения шариатского управления. И вот глава администрации Чечни отмечает год своего правления. За это время в республике появилась дешевая водка под названием «Кадыровка». Кстати, водка «Кадырка» должна идти. На памяти, что ее цвардарка. Имам Хиллагвац. Нет, имам Хиллагвац, Собардия, Дагестан, Давана Гвац. Халиф, Султан Мирза.
Султан Мирзаев Мирзаев, да. 10 лет был Султан муфтием. Мирзаев, и этой водкой торговал Султан Мирзаев. На теречное время, я сега типнашка. Торговал. А тут я 100% да уж так да цугнел да ну бош. Чому чуян що дійсеркес? Лицензия, ахшвадилан хедат. Лицензия, ахшвадилан хедат. Тут его да ну бош. И вчера он там. У меня заключительный вопрос, я просил бы вас, завершить наш разговор тем, что вы считаете нужным. Вопрос такой. Вот есть несколько вопросов. Я анонсировал нашу беседу, и несколько человек спрашивают. А вот Чеченская республика Ичкерия под вашим руководством, или там, возможно, после того, как она будет создана, возможно, изберут кого-то другого, но или, по крайней мере, пока вы являетесь руководителем правительства этой республики, вот вы видите эту республику демократической? Вообще это может быть демократическая республика, как вы считаете? Вообще ее устройство? Это демократическое или это какой-то другой тип организации? Абсолютно. Наша Конституция 92 года, которая была принята на год раньше, чем в России, наш строй и наши основные аспекты определены. Да, сегодня у нас по нашей Конституции 92 года она является демократическим государством. Да, я знаю, почему интересует наших слушателей этот вопрос. Ислам – это государственная религия, и в республике с 98 года функционировали шариатские суды. И я просто, чтобы тех, кто считает, что Чечня может идти по радикальному какому-то пути, создавая подобие ИГИЛа, который был в Сирии, это величайшее заблуждение. Наше общество и в чеченском обществе всегда доминировал плюрализм мнений. И вот когда касаемся мы формирования структур власти, и основным цементом и базисным базовой основой являлся принцип первый среди равных. То есть абсолютно демократическое избрание структур власти, которые были заложены еще в 17 веке. Вы знаете, Местел – это прототип сегодняшнего парламента и в Великобритании, и в других странах, где очень развиты демократические институты. Именно мы тогда еще в те годы закладывали вот этот фундамент. Вот эти Женевские конвенции, которые сегодня приняты в 51-52 году приняты в Европе, они у нас функционировали еще с 16-17 века. То есть Чечня принимала... Женевские конвенции у нас функционировали еще в те времена. Но при всем при этом сегодня вот эти идеологии, которые внедрил русский мир в нашу среду, они не соответствуют ни тем временам, ни Женевским конвенциям. То есть у нас было, у нас это... Да, у нас в приветствии было марш Вогель. Было-то было у вас, а вы сейчас взяли, другие приняли. Мир вам, салям. Было, да, всплыло. Да, вы приняли какие-то женщину за женщину, раба за раба, короче. И там, вопрос, я не знаю. Игорь Яковенко, уж он, да, пророссийский, да, тоже... İzam şpigun Allah şпигун var. Просто каждый читает, вот у нас было еще Женевские конвенции, это взяли, было, понятно, но вы сегодня возглавляете идеологии, вы возглавляете некие ценности, в кавычках, которые полностью противоречат этому и тянут вообще чеченский народ в пустыню в 7 век. Там нету ничего. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الصلاة والصلاة صلاة من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد. Приветствую. Да, и изам толерантно, дехстин, короче, и уж да, кто хайр. И хайр просто вот эти люди садятся, начинают рассказывать какие-то байки каким-то русским шпигунам хорошим, русским, понапичканным по всему Западу. С ними садятся, проводят какие-то конференции, едут в Японию от имени чеченского народа, люди, которые Ахмад Хаджи снимали фильм, там так и не сняли документальный, о его каких-то там качествах, достоинствах якобы. Эти люди едут в Японию, там японцам рассказывают, у нас в приветствии марш Вогель, приходи свободным, которое вообще не употребляет, у которого это как бы исторически, вот у нас было марш Вогель,
а теперь я стал, короче, салямун алейкум. То есть у нас была какая-то демократия, Женевские конвенции, а теперь мы ушли в 6-7 век в пустыню. Вообще, и тянем туда всех, предлагаем это своему обществу, вернуться туда, в пустыню, в шарикат. Ищется теперь и стандарт чуется двойной. Просто в дуньян халла вышел, и он еще из Украины почувствовал, что там дон ахчевала, дон бохчевала. И сам, например, Кибешву, вот, кстати, у нас в гостях дон Ахче, там другие какие-то люди, которые со стороны на всю эту клоунаду наблюдают, да, за все это, и потом видят, что здесь сюда перепрыгнул, здесь что-то, я не знаю, бред какой-то высказал, да, выплюнул. Прыгнул в другую сторону, там что-то высказал. Потом здесь, потом там вошел к эфирам, короче, полностью перед ними, как бы прогнулся, посмеялся, там этим, другое. И что вот эта деятельность? Какая это политика, какая это вообще, что это такое, какую пользу вот эта деятельность несет для чеченского народа, кроме как закладывания на будущее вот этого антиимиджа, да, ниже плинтусовского, которая говорит, что он как Буданов, украинский вот этот деятель, там, военный деятель, высказывается, ну ты же знаешь, у чеченцев коварная натура. То есть этот Буданов из-за контакта с вот этим вот отрядом там каким-то, он нас воспринимает и нас уже как бы вот в этот ранг поставил коварной какой-то натуры, какой-то коварный Буданов, который сам же сидит и говорит, для меня религия это как инструмент, чтобы использовать. То есть со своей вот этой коварной натуры, это, даже этот человек нас, чеченцев, называет людей с коварной натурой. Из-за вот этого отребья какого-то, который ходит туда-сюда, прыгает, виляет, я не знаю, любую позу там принимает. То вот так, то они голубые, то они золотая середина, то у них однополые, десятиполые там. Ищет плачевная ситуация, вот плачевная. Дистрел. صاديت نادات أو شريعة خلاص ديز صار شركات كيف باها ديز مو окей вот сотяхушим да это религиозное нужно вообще нельзя вахит да что ока якоренко сач да у нас надо шерика ислам это государственная религия ну да солнце жин яхит диз штат хин сон когда до конца дау союз Allah да чаквал союз Аллах нас не предаст, не продаст. Нет, представь, перед каким-то Боровым садится вот это вот префератор Аллаха, Ломаев. Тут сидит, он говорит, подношит там, мы демократов испарю, короче. Им там Запад позволяет. Христосу за пазуху залез в Финляндии, сидит человек, испарит он там кого-то, непонятно. Там как чудо, уши, а бутылок шахишин. Как чудо какое-то, там его, это когда сажают, там украинцы куда-то за интервью, там вообще улыбка у него, как у Гуимплена до ушей.
улыбается, сидит, и этот, короче, деятель там испаряет кого-то. Тут же Боровой, вообще Боровой там сам не знает, короче, в Америке себе места не находит. Туда там соскочил. Нужно Боровой, подчеркнуть, который... Боровой был участник ликвидации Жахара Дудаева, кто не знает. Да, Боровой, который знал чеченцев, достойных чеченцев, которые там, у них пример брал, там, где-то с Шамилем Басаевым общался, с Джахаром Дудаевым там контактировал, который видел вот таких вот каких-то достойных людей и мог сам пример у них взять, что он, да, вот, я уверен, и делал в каких-то там ситуациях. Перед ним садится вот это вот чудо, короче, и сидит, как будто бы там Боровой видит же его деятельность, его безусая вот это на лице вот это борода, короче, вот это, и там в принципе, возможно, Боровой, я не знаю, тоже участвовал, нет, в разработке вот этих бород, усов, вот этой, всей вот этой картинки, которую они на чеченцев сейчас спроецировали. Вот это вот, перед ним сидит и говорит там, мои чаяния, моя боль, это демократическое чеченское государство. Не велите меня казнить, пожалуйста, кефиры, другими словами. И вот эта деятельность, я не знаю, что они вообще хотят. Какую-то свою умовскую или, я не знаю, дерзкую какую-то пропаганду, деятельность, какую-то эту среду бы выбрали или еще что-то. Просто весь этот мусор, весь вот этот вот имидж, анти-имидж, да, вот это всю пагубную, всю вот эту вот негативную оценку, которую они формируют в отношении чеченского народа, они формируют это, закладывают нам вот эти мины. Потом наши дети, наши следующие поколения будут какими-то коварными, какими-то, я уж извиняюсь, мудаками, которые могут здесь вот так вильнуть, там вот так вильнуть, как среднестатистически русский какой-то, да, раб. Дон Ахча здесь, хотя бы Дон Ахча высказался бы. Все-таки Сунжинский же, где ты, Дон Ахча, явись. Бисмилля, как говорится. Тебе бы дали высказаться, может, Vamos ты... ver show, vamos correr. Да, Сагим, я говорю, бэтер, Дон Ахча, я берет. Она из пальца высосать, я говорю, видите? И что, его же 13 апостолов выдают информацию, собираются в кефирской Европе, в Швеции, отменяют такфир, чеченские, как они себя позиционируют? Богословы на букву X, люди X. О, я бы их назвал чеченские попы X. Ну, собрались. Можешь еще экстремальнее. Чечен... Ибраим. Богословы на букву Х. Ну да, там уже можно фантазировать. Хотя это уже нафантазировано. Этих Марвела там насмотрелись, X.
Вот это садятся, кто их за язык тянет, какие богословы на русском языке выносят вот эти перлы наружу куда-то. То есть, чтобы это увидели русские имперцы, только хорошие, добрые русские имперцы там на Западе, и чтобы это потом ретранслировали дальше, да, какие-то вот эти улемы, хренлемы, там всякие термины вот эти исламистские. Собрались, там отменили такфир, приняли по имаму Шафи, там что-то. И что приняли? Да соберитесь там все, принимайте, хоть куркайтесь. Зачем вы это пишете, какие-то улемы чеченского народа, богословы чеченского народа? Какой ты богослов, люди X? Кто тебя вообще? Вон там есть Осеймины у нас, там есть всякие Халиды, Фулейджи, которые коренными зубами, как есть, говорят, не виляют, как вы, напрямую могут все высказать в лицо любому. Там есть Костекский покруче вас, есть там дофига этого мусора на Ближнем Востоке, который как бы зачем вы здесь нужны, как прокладки, там напрямую можно, вон на русском языке все переводят и YouTube заливают. Вы вообще кто такие сюда, как прокладки залезли? Через вас вы не нужны здесь. Вон там этот Фулейдж, вон там этот Димашкин, Юдашкин и все остальные Сазаны там. Там можно сразу это вычерпать все, что надо, если нужно кому-то. Тесла, Юдашкину, Имделич, Абу Юдашкин, родец. Али Юдашкин. Какая разница, ваш Юдашкин или ваш Фулейдж, или ваш Фаузан, Фулян, Муннан какой-то, Писюн, Мисюн, ваши вот эти, какая разница, это или там Лубянский села, или 5-й, 10-й там. Вы Гош какие-то, которые там отдел по религии, Закаева там куда-то еще вылупился. Кому вы нужны? Хан Юш душу, что прокладки, что Юдашкинши. И кто у вас вообще? Шу вообще вэш, не вэш куда? Шу цадеш что? Бусуден, да? Шу цадеш что? Я цанна и так цадеш. Я цанна сурах цадеш. В Европе Христу за пазуху, вахаки, мушли, шинкифи, шинуккадат. هنادنا بيمور أثيوبيا وانا باشتري هم نشتريش ناولو أثيوبيا إنت ليش ما يتجا ناولو بسوني وما تهات روح تجنا مست أثيوبيا بوصلنا مو تيج بسوني ناولو يشمو أثيوبيا ويش خلشة أثيوبيا إيش ما توان بيمور أفغانستان شي موريتانيا شي Somalishi, Dunne, Halduzin, Busuk, Bacha, Halukshos. Adahum Deutsch. Balatin Bubarce, Ustahena, Sultan, Luka H, dus Nakel Hadish, der Hayuka. Ще дегрес писане, мадуша. Хош вообще баша тадеш, пол. Вот сумный шах, там надо, мы такфир отменили, мы это отменили. Да хоть крестик вы оденете, кто на это вообще внимание обращает? Там написали бы, мы внятно чеченские какие-то юнаты. Там у нас такая-то группа, мы, короче, организация благотворительных попов, там, я не знаю, что угодно. Мы приняли для себя, например, что
и церковь, и буддийский храм, и иудейская синагога, это все нормально, мы все братья во Христе, бисмилля, там, что угодно там принимать. Хорша как некое какое-то руководство, как некий какой-то орган, мы, да, ну, что ж, имамы, там, богословы чеченского народа, туда-сюда. Кто тебя? У богослову, у богомолу, короче. У богохульнику. Кто ты такой? Кому ты интересен? Чеченец может включить YouTube, пробить в Google, напрямую обратиться на сайты исламских ученых, которые вам задают тон полностью. Лубянка заказывает, вам они тон задают, вы дальше здесь действуете. Нам вообще даже к этим Димашкиным, Юдашкиным обращаться, даже там нету смысла. Можно сразу лучше в Лубянку обратиться, к Путину, какое-то обращение сделать, до Путина это доходит. Они же слышат, даже здесь на канале то, что мы говорим, они сразу начинают там Сурсад всех, короче, поднатуживают и начинают какие-то перемены делать. Там, если надо, Путин начинает приезжать с Кораном рукописным. То есть начинают подстраиваться. До этого и так можно достучаться. Вот эти прокладки, которые себя возомнили, куда-то сюда лезут, себя какими-то называют там улемовыми для чеченского народа, богословами, богомолами. Абсолютно так, серьезный дочь. Шаял сманёх, май нунгеш, май нитеш. Это ще между гелеш. Я хаз оранжуешь, ежель нешпиш. Полностью, да, смех да, еще хаз мажлил, вообще посульный, алельча. Под öyle касситеш, нах даун цалил, что вообще клечь куда это гляден мы люди X встретились, мы это мы то. Да, не знаю, дикник дойл, шуншайна байл хербоч, шух нохчи омен байл хербоч, это бойл шо. Омар, доглашь, Тербук, Ибраим. Что ты сразу плохое думаешь? Там кто-то их сидит, подстрекает, надоумливает, ну, надоумил, короче. Там идите, соберитесь какие-то на русском языке, выносите фетвы. Инфлайшах это представь такой богослов чеченский X. В Долгер, села, Лубянский, Шул намного авторитетнее. Махет нохче поман, потому что Милуху ще полностью Лубянку, короче, назначит Дабюч бага арбо муат больше. Агоич Йоха Элш. Полностью Лаха напрямую. Акамелдеш. Свой дюч даже Allah, короче, проверить, да и шел. Более серьезно могу тебе ходить. Пусть она затаится, да? Мы где-то здесь встретились. Там Вьетнам 1961 год. Мы там встретились где-то на штаб-квартире, переговорили туда-сюда и разошлись по домам. И что, зачем вы какую-то листовку какую-то написали, и это взяли, выложили в интернет на русском языке. Кроме того, чтобы ее подхватили русские, хорошие русские имперцы на Западе и не ретранслировали дальше, какой еще смысл в этом другой?
И кроме того, что Путин, то, что высказывал в 2002 году в Брюсселе, что чеченцы, там, исламисты, муслимисты создают халифаты, и на его вот это заявление, кроме подтверждения его заявления и вот это повода для хороших русских имперцев, засевших на Западе, какой еще посыл этой писюльки, которая выставлена? Тесла, может, я не догоняю. Ху посыл есть. Ты можешь все-таки ликох моиться кругозор? Я думаю, они увидели вот это плачевное дело, то, короче, волша ислам разоблачать, тешу такфир, тешу гигант мысли, выводящий из ислама, о том, что вашу. Так это они увидели как главную проблему, что мы не можем договориться по религии. Но одновременно им хочется это привести в нормальное состояние, но при этом светиться они не хотят. А вдруг там сразу же те, кто дома, там пойдут к родственникам, извинения. То есть как бы видимо, они согласились подписать эрдатес, потому что они ничего не подписали. Согласились играть какую-то роль тайных богословов во всем этом спектакле без имени. Но число назвали 13. Почему 13, я не знаю. Почему, Видимо, например, не написали, там были мультфильм, у нас их было сотни, и они один были какими-то саблезубыми тиграми. Не могли, что ли, записать? Нас было несколько сотен, и мы приняли вот такое решение. Все равно проверки эмоциологии. Да, они могли любое число написать, действительно, проверьте, Ишмаэти. Может, это символическое значение играет, что вот будет 13 тысяч муджахедов Иерусалим брать тешь. И каждый по 1000 этих муджахедов будет по одному богослову командовать. Так, все сходится. Правда, я это немножко за уши притягиваю, но а вдруг? Тринадцать апостолов, Алхесанец, угает до Керчи 12 уж. Да, 13. Нет, там 13 тоже фигурирует. Иуда, вот. Может, это чтобы кефиром как бы польстить цифру? Может, это Ибраим, это отсылка вот к этому Бандерас и 13-й воин, нет? Тига моду. Мусульманин, он 13-й воин, и он вместе с этими 12 кефирами, не знаю, борется против зла. Теперь и Норвегия, да, у Ханциги Маори бороться дешь. А теперь обратный процесс будет. Там будет уже 13 мусульман, и среди них один 13-й кефир вернуться на Кавказ, чтобы побороть вот эту сатанинскую, в кавычках, власть этого Салаха Межидова. То есть, как бы, обратное путешествие Ерёпца, только здесь уже будет не 13 кефиров, один мусульман, а 12 кефиров, один мусульман, а 12 мусульман и один кефир главный. Как бы, не знаю, сиквел Орицуна, продолжение фильма, как бы. Швейцар, Абу Бакр Боса, Изука Машон Тоба возглавляет теж. Такая Вот замок иш по бол религии. чтердонеш, и совет улемов иш бол чтердонеш. Друзья Оушена. Sundel صقيش موات لو داود أمير وات جماعة ويتآخر للجماعة تويت داود أمير زاموهر داود دي ملوش تجاه
يعقوبي потом عبد الحليم وشوخينا потом عبد عيسى вот الرحمن наш мой عيسى ودي ده عيسى короче главное еще جماعة إنيش وهوش إيش بولش تردونش إبراهيم هوش كيفيرسكي شوية مو قيتش يخير أبو بكر تكفير شوية عشو باخر هذا خير تكفير أتمني مودو يخير الشافع مذهب يقعدوه أتيجا دو أتونا خودو وجه عادي وتاخر نام نينوجنا государство мы шериат хотим комбайны тах يو واقوش بقوش يا سونزا ودغيت هم تشوي كتير زرونو هم هاد لاون تنو فوجي Zajim eder. Tesla in sa el wali qoit ezer mujahid elgdat. Iza ser matdut ta huma doch mersha wosh molli mejgashi perch diti shul chendui. Lech atsel لاتكشيت قول بالأوديتورين حالات وما يرقمين شدتو دايشو شول أق توان بال خيش واتون تا لتدوتو توان بالج إموالا ميشاوتوش إموالا ليغوي شول ميشوخو سهول أقر سامير سون غلدوش ديستويتل إيغا بلدوش بش خيشوي خيشوي تا خيشوي مالا ديك تخزرو ويستلو خزي خيشوي برا انت خوش شو انت خوش يوغو شو توان هتي بول يشوتشون انترنت شور اير ولا شو الشليك اتعرف خزرو شو اليرسي تمام اخو اسلام يوس انترنت يات خيشوي شو خيش شونم وي ديك خوش يحويش شونم ديك خوش يا الحيوك دا يلك يا بيت سخزون يلك يا خيش هو الغير ترى مالو شي متدوت مرشا وشما دولشين مرشوا هوشن شي اوديتوريولشين مير قمل دوسو نو مولاقي هيكل دوش مواتي دوشي نيجا يشي الك خزقي سنة يشق مدوتي نو ديشق مداتي دائما نيجا ديك ما يتسيتواتي دائما خلش أتوي دائما شكنيجن بدجن يحتمل له سيتواتي نو سيتواتي كنيجن يعني سنتخل ما يتوبدل الشلوت وان بالشي طول حال جيل مدوين توان بول مال ود مال ليخوي شغل حون متخو يقر ولدو يهجر أهردي مال ليخوي شغل مال شي سكوروس بسات هرت ياخي تنهر هيكل دولش دول بيرش خويت تزر غوش كيتر هاو ميلمك وجي شاشة ليتك شغل شاشة شيش قوق تات ليتك شدوي أخ ويلو قوي هو ديسنيك مدات خويت تزر ألش غوش أخير دو أون ويدت شتو شا زبلوش دات دي أشغلي تعني يشوتي قوتون حون باتر بلتق قوتي قوتون حلزيج حون حبال بوش تقوتي قوتون معلم شيء تانا هوال شو شيء بلدات دين دات اشتر هر ناخد زبلوش ديني يعيش هر قويتك هوش كاتيه وتكو اتك هو представлять бяш هوش كاتيوش يا شاش قويتو لي народ представлять бяш мабатيوش и малдаш مويت مبو ازرشكا مبو بوندش Но представьте, эзершка бусул дин хюхш был малныш галбол лиш ёшбуй. Бусул балам бац мал дин хюхш был так бусул эзершка галбол лиш ёш бац нохчи чвах именно та нохчи чвах эзершка малныш дин хюхш бу иш галбол лиш ёш ма баци велич. Дин я бат иш галбол но венц ахбол малныш хакон галбол бу бац. Иш ханбол бяш бу но дин я تماحكا ميلو مول دين حيوخشول قل والي شوش موات بوسو دين حيوخشول مول قل والي شوش موات واليش بايز هو دين دو يميلو المولا وحكي الخلج نوخشيش دول حال مخاي وين اخر قويت تقوي غوش كات ات مالنش يا حكانا خورازنيتشو يش بوسول بو هرش بوسول بو خورازنيتشو كان ساسون تقو ثاني خورازنيت دين دوتش بو هرشا بو سون تقو يسيت إزرتك نوخشيش مال قلوالو هر قويت نيسو والسونا تخيطك بيليسو
Да, тебя моду, вообще поз تناغ تعدين هي باي اللي تعهم اللي تنستغل سيتواتي شوية كراتيش تا ريليجيوزني تا اشتاقوات شاوات سهو اتش تاول تجعمل اشتاق الواريش يا اتلا مزدش قانا يلسمن كي يتشمبش там اشت فلجين يقرأت потому что хотя политический ислам мадуич хотя ишхунадин шариат ихум хадит вулж нах бюлер мабух люди с тебя смеются. Почему? Во-первых, джихадан буктуах сагуха. То есть по исламу, по Корану, по аяту джихадан буктуахаг нагасан и هو صنع передислоцироваться, да и та ищ или до та и хош ищ поле боет, а да вед يضوج سن كيف خواتن دي هاتنا كالخين عشبش كاك بزاسة دي عشان تا اشت هتروك كيا شوية هتضوج والله هات سيجارة حون مهتك بغت بغ فان ليش اي خرطة اخ ناخ تا هون جخاد دا شدا مري هنتا جخاد بقر وادو يشتو تانا جخاد البوك بيان مسلمان شنو قيتوش خريستوسي чьи دعوة تيجوا حقي Потом дикую ин уир собрали деньги, вырастили детей, чемодан, шаят, сломал, дальше Мauritania, Афганистане, Эфиопии, да, скида. Я издат, потом дальше дол вымадиться, хадишка, витянул, вывешил, таунядин Мухаммад, таунядин наг, فحديثا ديت محمد يهناد المش كروتش زيت ديت حقسن خيرو تون تاونادن خيرو اشترو تابش شايل ابيسان نشي هنادن سامدي ستو شديسات هنادن اجوش بيرق الله كروتش اسكر خيردو تيك حدا انه شامع تاونادن بوستين شورت حلول شرور وشاد دول حديش حديث دول هم تيك حديل قلدل وين حدويش ما دو تار تيك عدك حدويش ما دو تار إيش يو تيجر نمينش خوز نميشتي تام أبو خالد وك خوج أبو مالك وك وشوا أش مبوش ها عيلم شناش تيجي عدك بقدك دو بوه بوش بزاش أين مبوش تا تيجر أمير شيخ كويرنخ خليف أبو بكر البغدادي ويشول شيء وبحديث سمسف بدأ يشتوه مسو أمت حتى نك شتوه بإنسيت كشان دينشور آريو غروبا جواري то есть هو أمت حدو يلقى شو تأخذ حتى نك وجا كيف يرشت آغور وشو إس يعني ماش بقرآن وإسوني وشريعته مت حد يلش طول ما اشتسأت يتصدق شو هزم لا مسلمان دو أخذ دعوة اشتغل هذا الله عليهم دو زكوان دو أخذ حد يل تيجي عليه شو مدرس يتسيق دعوة نشوي وتإيديولوجيش поддерживать ياش тут عليه الناش تيجي دعوة تيجي دعمل خلوناش إيش искренне شاشليتين شو вот там ты можешь تцерц هم أولى تيجي دعوة نشوي تцерц عدويت شو هو ده شو تيجي يوروبي واحد شو نادنا أو خذ 13 إكس أو شقات أو إيش توي ودينا أو تهون كلات أو تهون نادن تcerc إيش هم شو نسيت ده شيء اللي حوجش شو كافر شو شن بورصة تكفير شو كل تcerc دويت سوق وجا تا серьезно دو إس то есть это действительно та шашлил воштег шашлуй цуг иш танна дохш иш не слось понимаешь еще дол им пропустить ден тана Христос волча тана чья-то переждать ден еще волна да ялитин врас иш тагина та ураган иш чакрельч тана уркшур ишна хала боуле после вот этого всего и что зачем вывохан развоевание да короче или после ядерной войны что движение юхишта был тавоша что да хоши дин милиста проверки ши
تعيش периж датин, ще буре, да, и вот что кавыл лизат, юх позюрня, короче. Что кефир, что هنادنا دينش حدينشور إيروي الله هنادنا قوم تويس إيش يوم إمام ينشو دوجي خيادن بوقتو وغير أمتا كروتشن إدين مكايت صدر أكوز خريستوس والجيك حقو عين قوزا تقف أوران تان مهتي تسدل شباش حد إيش عيلم شنعين ووي ويتش كيف يشنو قاعتا مقاش يدك вообще фу плевали все но при этом ходишь таборы рядом мы чеченские демократы, богословы, мы устанавливаем там рядом, мы шариат будем. Рекомендую досмотреть это видео до конца, оно подарит вам повод для смеха и, возможно, заставит пропагандисты Бихумши шталилу, швельчаю, потом серьезность есть такая, да? Стоп. Это что, восьмиконечный? И фум шталю, а рвется хуст. Я понимаю, типа, дебники ищу, да, хоть истинный ли, что будет, дело, я все пропустил, же одна букву я о хакайка шлацован, о эренс, иман цапя иса, короче, позвахахин, Христос, чья-то ашу сушедет, тундел, от и шволе мадуйсун, сет, колодит, хаегуах, шлет, وقوات سهويتش نقبرات ناغن ويتسلش دي كوادر سوكوندال شوغا جخيتش وش معبي كنهتن ورسو وچو ويتي كروچو بطبولة إشتا إيهم تديشو دالش إشتا واي بوشتا كير كل ناشكش يتوشي تهم إشتا زي ويتايش يتليل شفلش سول سهائس دير ديتيس أتسانك هو أتسانك وريا أتسان ويتران إشتا تسيتوات может я ошибаюсь ситуации могут да, вообще интернет. دين داج ويش دات ويز دين دوشدو خير مدير دخيل مياتسوس كانوا ده ولا شيء شويسو استسلاب بيوس ديك يا انت خير شوي إبراهيم خير شوي خازم دين سويت صح هو قير دين شو ده يوش صح ما ده دين صعدو هو قير دين هو قير صح بولشير دين ده دين صعدو ورشيتو سأل كل دال بارل نوخشي شو هو ده غير سارق دين صح إزمنين يوش ده دين صح دوشدو نو تج بوصل بنيت يحشي تشكولش خلي شو بوصل باخل ده تو بوصل بخلي شو إذا نوش يقوم مرشونس تا انتريسيوش خلي شو قوم مرشونس بالا بوش نو بوصل بوكي دال بوك دي شو الله بوك دي شو إذا دال مسباس الله بوك دي شو إن بوصل تقول نو قوم تمارشو بال باتن قوم تن بالا بات إموالنا شو يتأحبو يبوصل بعدل ويتأحدو وين يزق مرشو يو أق هر هقع بوبوش خاتسون يتهير كوارتشو هدو صوت يحكو شوات بعد سير بوزيتيوي وكنت يعدود خوال بوصل بلاها بوصل بوبوش بالي بوصل ناخ مالنش بوصل ناخ تاع بوش بوكسال هاتسون سير كهودو يتقيتش مواتسو كهودا يا شا مرشو نيت يا بول مرشو نيت يا خليويستك شا بوصل بول تاع بوش بوكسال بوصل ناخ شتير درس ويليسون Дистрил, предбашав дистрил. И защитник имама Шамиля в защиту чеченского народа сегодняшний лишь комментировать. Я интересен, имам Шамиль Маликовый прибыл от, не знаю, Ибн Аббас Шамиль защитник штук Беркуза, палестинчин, иракер, колодичин, чеченский тема, что прокомментировать. Читаем Гуайона, яйца Ибраим опасду. Имам Шамиль герой у Алтан, Кирмедат.
Но ногчи чуа героиш уноту героиш мобутан цершия хабой байс. Ген да я уеш дат имам шемил суен. Чом хулилин хур дат даж. Цан язини Толстой язини уко из цлат. А when гагин героиш мабуй. When gagin boyzish bush, sa kinchki yeshatze yesh itunu deg dit gagin bahi sa kinchki yesh. That's what's girosh bar. No ish we beat ish bayati. When neviazu et imam shemil. San yani walid Khalid sharik bush. San tu turnish. Atan we gagin buychush we mahka bilbul girosh boy we mahkler biash ish we beat ish yat. وين نبي أزن نجروش وبيتي شو وتيدو كتيش هالدك سندل بايس تج شيء مرش ولا شيء قوم دوغلوش ولا شيء نخ بيتربو شيء تربلش شيء قوم دوغلوش ولا شيء قوم دا تشستيت إردوك شيء ولا سون تا شمل والد خالد تا إنتريسيات Und imam shemil sema bin bol tuam noch chichu bin bu igero evine shmilsh bu ituam tse bin bol süli bu tunt ya tsachitten yuh noch chi baye nit dabel she davi saat und ya khwat da wat et kedo matsel et saat ya et halwel leze atan gero shu ba tsan uder no tuam bin noch chi mabu zur gero evine noch chi mabu imatsa el do tsek shash tuam biash da ter shash da khwasnir el يا شاش سولي دالويت خشبو شاش خشبو شتوام بينش اش ميتشا بنت وام بين مبات وام بين قام نوخشي قام مدو وزادو سرازو يبريزنات ديش صور جيرو وينش ميلش بوتون ستوام بينش ميلش بوتون ميتشا بينا يتوام اتير دوتر دات Интервью Кавказ фекалият под видом реалий. Кучу отцов. Публикацию. 23 января из Вены в Россию депортировали беженца из Чечни. Н.А. более 10 лет жившего в Австрии и владевшего там бизнесом. Основанием для высылки мог стать сделанный много лет назад совместный снимок с другим беженцем, который затем уехал воевать в Сирию на стороне радикальных исламистов. Заявление. Во-первых, Кавказ фекалии, Цучуах, русский международный ислам, русский международный политический ислам, русский международный исламский терроризм, я жуша нахлар из-за уже билгал делду дельча. Террор, редакция, чуязич, обратиться, дечь ответ, какие же вы злые, хасбун Аллах, я зушашку, уже, короче, как бы бехина, нехти далец. Ну, вроде бы они себя позиционировали, эти Кавказ фекалии, радио Свобода, Маршу, которое там было, якобы твое отец лишил ждать. И когда они публикуют о чеченцах что-то, они называют сепаратисты чеченские. Вот. В частности, кто там сидит и публикует это, один, короче, из публикаторов, из редакторов, ну, из рабочих, он как раз-таки и есть сам сепаратист, потому что человек, который работал при Масхадове, пресс-секретарем. Но здесь люди, когда они все рассосались, люди, которые вот эту тему Ичкерии пытаются не выкинуть в туалет, которую, когда было всем хорошо, они возглавляли там, стоят тоже за вот этим неправильной политикой, которая пагубно отразилась на чеченском народе. Но при всем при этом люди, которые сегодня их вот это ошибки и все сегодня пытаются расплачиваться за это, ну, скажем так, восстановить вот это все на место, все там поставить, привести
скажем так, в порядок вот эту ситуацию, где-то там вот мы проводили какие-то мероприятия, что-то, эти люди там нас публикуют как сепаратисты чеченские. Просто и наглость, видите, где-то при чеченской, при правительстве Болбинхельч, в чеченском политической жизни Чеченской Республики участвовал Динхельч, там, при Масхадове Вихельч. Вот эти все потери, вот это все, что мы понесли, вот эта вся своя деятельность людей, которые участвовали во всем этом, они не должны были позволять допустить, казалось бы, да, что когда начинают чеченцев обзывать сепаратистами, террористами там, и так далее, как бы морально пропускать до варианта, если там начинают как бы обзывать чеченцев и вести античеченскую пропаганду, находиться в этой системе, как минимум, морально, позволительно, да, дала, Макдональдс, но при всем при этом, вот, когда вот такие вот какие-то ситуации происходят, там они дальше вот это вот средство массовой информации, да, оно начинает опять-таки же и вот это, вести вот эту пропагандистскую работу. И вот здесь пишут они, что основанием высылки мог стать сделанный много лет назад совместный снимок с другим беженцем, который затем уехал воевать в Сирию на стороне радикальных исламистов. То есть вот Австрия, Германия, Франция, оказывается, сволочи такие. Великобритания тоже очень плохая сволочь, которая бедную девочку, которая хафизом стала, из-за того, что они ненавидят мусульман, и за ней следили в школе. В школе все остальные девочки, оказывается, в хиджабах были, а вот она, то есть не в хиджабах были, она одна в хиджабах была, за это ее ненавидели кефиры. А вот такой-то прогон шуите из этой оперы, из этой области. Так, из-за как бы Курочкины тоже об этом пытаются пропагандировать, что в Европе цикл передач хотели даже посвятить о исламофобии в Европе. И вот это тоже из этой оперы, оказывается, Австрия, просто ты сфоткался с кем-то, кто в Сирию поехал потом, и тебя за это, оказывается, выкидывают. Лардал Вешкун, что Европа, Австрия дала, Чехия дала, Франция дала. Оказывается, куда? Радикал, бачун угрожает дешполнах, бачун будулак, герой убошнах, бачун вообще я считаю, абсолютно радикальные исламистские там взгляд, что 13 апостолов, во ушах это царство исламские, улемские заключения, ты случайно, если где-то, сфоткался с кем-то, он в Сирию, потом уехал, там из пальца могут высосать тебе обвинение и вышвырнуть, выдворить тебя, оказывается, из Австрии, из европейских стран. Вот такая логика, я не пойму, кто это публикует, кто это там пишет. Хахалило, чтобы показать нашему обществу, то есть настроить его против европейской системы, оказывается, которая враждебно относится к нам, а мы вообще не представляем собой здесь ни угрозу, ни террористический акцию не пытаемся совершить в Бельгии, ни голову там кому-то не отрезали, и здесь угрозы эти не поступают. И вообще аудио Швейцарии, вот, но на ровном месте за фотографию с кем-то нас отсюда выкидывают. Вот такая логика интересная, исходит из кавказской камеры. Хасбун Аллах, какие узлы, мне еще раз напишите.
И материалы делала хажа их фудутиги. Да, здесь вот явно бьющий модуль, какой еще фотографию до ЛР Мукус, это же сумасшествие. За госстеповские деньги существовать, официальный источник сообщает, что человека якобы за фотографию с игелоидом вытянули. Это же бред мой. Потом это создает в мозге у людей, которые здесь облапошивают, которые здесь, ненависть вот эту. Видите, тут кефиры, они ненавидят там, мусульман, они там из-за фотографии, из-за 5-10, вот эти кефиры, они против ислама, как нам и предписано. Ищите настроение, создавать теж куда. Гайдить беж, короче, система юхар. И это никакие не исламисты, понимаешь-то? И которые кадыровские флаги здесь, это самое, в музее в Австрии, УРСС, в музее в Австрии ложили кадыровские флаги от имени чеченцев. Кавказ Фекали, Радио Машу, их тоже там публикуют на своих этих помойках. И этих людей не позиционируют как исламистами, не как кадыровскими, не как исламистами вообще. А вот нас, да, которые здесь проводили какие-то мероприятия, когда все вот эти разбежались, бывшие работники, пресс-секретари, депутаты Государственной Думы, в кавычках, нас, которые здесь занимались их делом, их обязанностью, которой они должны были в военное вот это время, в трудную ситуацию заниматься, и их морально должно было это коробить. И занимаясь ее деятельностью, они на нас кидают вот это вот навоз, грубо говоря, да? И пишут, что сепаратисты, не сепаратистские, это провели там организацию, мероприятия и так далее. А кадыровские распространяющие флаги нормально, никакие не Кадыров распространяющие флаги, они не исламисты. И просто политик, грязный политик, кто за этим вот стоит, что интересно, дугар, сейчас так, егаден, а гучдайл дугар, все и бьехал. Короче, аж сих сوا, за момент яйцу шворсу. Джамбетов, да вахлы хилом дукидал, примерно. Ханюй. Хан бадык дича, свой эфир, да, ерзин, дальше дискала от круглосуточного канала, да, сути да биха, да, сути. Радио Марша. Да. Сути продолжить, да, еще кучу так. Мело, ладуха, очень адекировый, масеры, маршой, это гадерки.